Так, проверочка звука. Салихов. Так. Привет всем. Если вдруг кто-то смотрит стрим... Это, в общем, продолжение предыдущего стрима. Если кто-то смотрит записи, всем привет. Привет всем. Стрим, если кто-то начинает смотреть. А всем, кто продолжает, продолжаем. В общем, Ghost Runner. В общем, повторюсь еще раз. Миссия, которая меня просто заставила пересмотреть отношение к этому Ghost Runner 2. Но, в принципе, дальше я особо не играл. Но после этой миссии я, в принципе, простил все этой игре. Много, по-моему, миссий. Я не знаю, может, вы ее видели, но мало того, что она офигенская сама по себе, я просто сразу же... Ну, она меня впечатлила еще. Сейчас звук я проверю. Дальше я особо не играл. Так, вроде соотношение звука нормально, потому что Last of Us-то тихий, а этот черт кто знает какой громкий. Вот поэтому вроде все нормально. Музыку слышно, вроде все нормально слышно. И меня что-то, честно, и там в играх, ну вот прямо что впечатлило, там, да, Робокоп хороший, там еще что-то. Но что прям поразило или удивило, это, ну, мало именно, что нейтейнда прям вот искренне. Но эта миссия прям нейтейнда. Еще я просто представил, каково это будет в VR, если это появится. И, блин, может, у вас ничего не вызовет, но, блин, выйти после чая немного, игрок. Ну, вот это вот было по ощущению, вот это вот, в принципе, и есть Ghost Runner. Динамичный, тудым-сюдым. Так, ну мы тоже все в курсе. Ускорение заварниху грышечной. Конечно, щенячья радость, гафуйтикс, но, блин, после всей какой-то нудотени, которая здесь творилась во второй части, Буби Грагин, такая миссия просто баттажульдым. Буби Грагин меня просто поразила. Там, конечно, у меня не 60 FPS, к сожалению, пока что. Со временем, я надеюсь, будет, но невероятно. Да ладно еще прямые покатушки. Да ладно, ты атакшена. Он, да, потом пойдет... На что похоже? Вот на какую игру было похоже? А сейчас, может, вы вспомните... Блять, опять... Все, как всегда у меня началось. Курсата вошлисан, кошега, все, лажаю везде, постоянный фейл какой-то, или, как говорится... Вот это пипец, конечно, в играх. В VR, мне кажется, это будет просто невероятное ощущение, блин. Я причем еще поставил... Еще поставил экранный угол обзора широкий, короче, чтобы, то есть, максимально картинку по сторонам видеть. Вот, но тем не менее, бигракный. Вот это вот Ghost Runner. То, что творилось до этого, ну, никак не Ghost Runner был. Какой-то унылая, как будто пародия была на... Battletoads, кстати, Battletoads, блядь! Battletoads, дегеннен... Во что я играл недавно? Вот, по-моему, здесь у меня и была ассоциация с Battletoads, кстати. Аль не все, да, Трувалар бар, да. Эта миссия на мотоцикле в играх поражает, конечно, вот именно, ну, таких, как я, в играх. Батыш, Lost Signal, потеряли мы там что-то. Именно заболтался, ты... 3D, вообще, блин, да. Или может ты курсатки... Бля, день, гудка! Опанар, шейниан, да чешет. Музыка тыкашная ведь, да. Просто в VR, я думаю... Я от Half-Life там заторможенного офигевал ведь, да. От Half-Life 2, где там просто ты по лестнице поднимаешься. А мында... VR-лардам, да, я думаю, блядь, я столько не фейлил, когда проходил это один, честно, и там, блядь, шел... VR был да, не то слово, я думаю, да, бош эйлянедерл нахрен. Или и то, там у меня не 60 FPS, манда 60 FPS дал еще до нейрек, блин, еще до более невероятнее выглядит. Да, мне кажется, Брейвер такие рак мэл, Мандейвер, блин, вот это вот шоу инда просто. God damn, Ленди. Такое ощущение, будто первый Ghost Runner, они, вот у меня такой вывод был, когда вот я после второй играл в первую часть, они первую сделали как будто наполовину от балды, и, может быть, даже не ожидали, что будет, ну, такая популярность у игры. И вторую как-то решили более продуманной сделать, еще что-то как-то... как-то осмыслить попытались, сюжет,
Там бит ты на базу возвращаешься, а общение, сюля добавили. Вот. А это как будто наоборот, как будто замедлило геймплей. Меня похуй, дядя. Жалко, только в первой части нельзя вот китайский язык ставить. Аль не все, Альванда, дальше была Альванда. Ну, блин, вот для таких, как я, вот прям Ghost Runner вообще тема инди, меня новоши. Альванда пострелушки какие-то, аля инди задача ларузгера. Вы щеечкяне, все инди, хазер, Тамах немного изменил поведение свое. Он да просто goddamn boy, елки-палки, блин. Виардам, да я не знаю, наверное, Кострудер, скорее всего, был. Я трендерин гайваргайкен, хер его знает, да. А тачмананда битали, елки-палки. Goddamn! Сыймады инде безнең супер воин. То, что за последнюю секунду кіріп кетулер биграк эффектный инде. Goddamn boy! Я не знаю, как это смотреть, но экспириенс невероятный. По-моему, не сюда. Дип крипки. Кайфово сделали вообще. Единственное, вот, что в Ghost Runner 2 хорошего, вот, наверное, вот эти вот миссии на байке. А до этого просто проходил, там Last of Us без вас не трогают, какие-то вещи тоже не смотрю, и поэтому как бы так себе. Жулдыян, Артур. Ого. Вот та самая миссия Ghost Runner 2, кстати. Если ты только что присоединился, на хуя варгайке. Или не все, или анда где-то выпрыгиваешь из мотоцикла, потом опять к нему прислоняешься. Невероятный финтифлерлар можно выкидывать. Ну вот остальная игра, бар первый уступает, опять повторюсь. Уф. Ты уже второй раз как-то на Ирагенде у меня, видимо. Первый раз ты прям аккуратненько все так, ты просто на Инде. Мурашули там пляшут, джигу, алярселер, биллер, вещь. Я же проскальзывал, успевал. Почти-то непонятно, манда. С ядрами бить, тишикена. Блин, берль какой-то минда для. Вот, в принципе, динамика, которая вот здесь есть, типа, умираешь, заново начинаешь. Вот первый, в принципе, вся первая часть такая, сожги свои нервы. Джо, привет, рад видеть. В общем, много миссий. Вообще, когда проходил, вообще все Ghost Runner'у простил. Мало того, что Ghost Runner'у, всем людям вообще все простил, все на свете. Настолько невероятно. Ну, меня, не experience был, еще раз извиняюсь за свою щенячью радость, но, по-моему, биграк эффектный шляган да бумисен. Просто goddamn boy. Но, как всегда, хорошего понемногу, ты дохуй. Блин, я чай себе заварил, а уже почти еще ветердым. И все. Темная Эверку был мой, как говорится. Но сейчас, в принципе, здесь тоже немножечко будет по катушке, но уже не такие. Где вы прыгиваете? Вот это эффектный игрок. Там какие-то препятствия будут, на которые, типа, мотоцикл может пройти, а человек не может. Человек, сам далеко не человек, goddamn boy, сейчас киттен, и кирекер ватерден. Эффектно не получилось. Goddamn boy. Вот, по сути, игры вот такими и должны же быть порой. Развлекательными. Кайф должен быть от них. Кайф, как говорится. А здесь мы снижаемся, и начинается опять хождули. И вот, как будто они вторую часть Ghost 864975 Runner. Мотай просто кіріп қодалған. Что значит 864975 Runner?
И вот что я поймал, на чем я себя поймал, то что вот первая часть Ghost Runner, она вот как эта миссия на мотоцикле. Все быстро, fast-paced action, как говорится, все тизгино. А вторая что-то размеренная. Я же тогда говорил, то, что когда я ее проходил, ощущение, будто я там, типа, даже вот Артуру говорил, там, то, что как будто играю не очень. Типа по ГОСТу. Что-то я... Ну, крайне интеллектуальная шутка, ладно. God damn, boy! Это я не знаю, что это я не делал. Манамин шлямадам. СССР вахта, время ГОСТов по ГОСТу. Уф, все. Так, очтам. Шаноху? Качепумё. Соседи, мол, блядь. Ладно, мотая отырдық. В смысле, блядь? Ну что еще в этой части нравится? То, что японская, китайская озвучка есть. Вот в первой части этого, к сожалению, нет. Ну, бляс, нахер, там японскую культуру. Тудым-сюдым. Вот, а в остальном, все-таки, вот, кто не играл и вдруг задумывается о Ghost Runner, все-таки рекомендую первую часть. Я просто так установил на PS5 версию, пока я там поиграю, пока стримов нет, тудым-сюдым, и нянгутяя. Вот для этих моментов этот приемчик. Вот и где-то до сюда и дошел, по-моему, и остановил, и там Сезнинг, блин, Бергаля все-таки, а то в тот раз, блядь, Ghost Runner очень-очень вяленько прошел, что суета из Вульфенштейна. А из какого, кстати? Из какого? Из New Colossus? New Order? Ой-ой-ой. Ну, надо, хоть и примитивно, но все можно простить Ghost Runner'у. Уф, мандат уголь, да. Уф, аллахайларға притягивается инди. Вот же он даже ходит медленнее. Вот. Как-то все слишком размеренно. В первой части все динамично, шустренько там. Слишком проработано, слишком много каких-то каких-то возможностей, того, что можно делать. А в первой части все проще и интереснее. Вот как Hotline Miami. Я уже забыл, как вообще играть-то во вторую часть. Блять, ну, отбить как-то можно. Не отобьешь, али пока, блядь. Но шарно надо разбить. Как его разбить быстро, али не помню. По-моему, звездой можно, блядь. Быстренько разбили. Угу. Был ты зомбяк, блядь. Келип хунда. Ну, после Last of Us такие вещи, вроде, хоть и уставшие, все равно идут нормально. Вот порой тоже не угадаешь, мы на стриме что-нибудь смотрим, какие-то вялые игры, а потом под конец что-то, блядь, секкеннер такой. Что-нибудь динамичное появляется, и ты барбер у Янаса. Блядь, нах. Ну, уйтана. Блядь, я кутяя. Отбил ма, блядь, секкеннер. Аллерса шапкуямин, миллион вещей там, миллион каких-то действий. Да бошлар или просто от того, что можно делать. Я даже не успеваю понять многих каких-то функций, что можно сделать. Когда слишком много всяких возможностей, тоже не то, блин. Уатыргай, сюрикен юренда, шурикен, блин. Еще что беспонтово сделали, в первой части прыжок и ускорение на одной кнопке, во второй части на другой. Это, конечно, не очень хорошее решение разработчиков было, мне кажется. Блять, оно ускоренное на береге керек. Тухта, блять, отмаль. Шабрак! Удалось каким-то образом. Шайняпку был Сашу Лайнда. Шайняпку был Сашу Лайнда. Ты в смысле про то, что очень много болтовни? Мнявит. Ну, здесь хотя более-менее уже, видимо, может, или после мотоцикла Микян Лалай. После первой части управление на боталовит камень. Прыжок здесь на крестике, там на правом, на этом R1, блин. Вещь боталга.
Уф. Блин, я нажимаю на L1 для того, чтобы увернуться. Здесь это блок вообще. В той части это вот это получается дэшинг, да, блядь. Утреринг, да, у меня нахуй. Блядь. Кстати, рекомендация. Богомада Кирак моя андеринда может. Эти игры лучше не смешивать, потому что управление Лара отличается. Хотя, может, ну-ка. Может, здесь есть управление поставить, как в первом Ghost Runner. Ну-ка, классик Alt. Много Михаил, блядь. Ну вот R1 jump, чтобы надо было. Дэш, вот это, наверное. Или просто нужно как-то настроить, чтобы управление было как в первой части. Вот прыжок. А вот так, по-моему, более-менее. А дэш хойдейкен хазер, блядь. Дэш крестик тайнда. Уф. Про то, что в Last of Us много заставок, возможно, утомляет. Ну вот шолдер, я тоже думаю. А Мандавит, ты говоришь, я как-то мог это отбить, нихера себе. Италиан батага. Нихера, это можно не отбить. Так, по-моему, у меня вот это, блядь, мана хуетавар. Блядь, мансенерся шлядамин. Ленерся шляп хуйдамин. Темпест, мансенерся кей. Вообще ничего не помню, да ладно, как-нибудь вот так. Их не стоит смешивать все-таки, эти две игры. Еще управление ларным ботадом. Первый, так, крестик дэш у меня теперь. Это не забыть. Мансабленерса шлергейкел. Мнодеринда. Угу. И угу. Угу. Так, да я не упаду вроде бы. Альхат! Альхат! Так, это что за люди в черном? Вот! Блять, из камня хуяна. What the hell is that? Угу, и кисяма. А, ёк просто. Ничего особого уикенд. Блять, хагнинди кнопка квадрат. Где мой великий байк? Так, и так дальше. God damn. Ну, здесь я не играл вообще, кстати. Тупик лагурмясин, да, опять. Блять, метр проехали, тупик уже. Вот это тоже ведь важно, чтобы... мне ведь важно, чтобы в играх ты получал удовольствие. Это, я думаю, самое главное. И Ghost Runner, вот первая часть, мне кажется, полностью вот это вот дает инди-игроку. Хотя, может, с другой стороны, ты хорошо, может, что они вторую ты более проработанные сделали. Тоже ведь, god damn, игра какой-то эффектный момент. Да что за баги, да бытен кайф на базайн, да, ой, ну ладно, бытен уйнен эффектность он база просто, ну ладно. Мы все прощаемся на Ghost Runner. Ну, мининда, по крайней мере. Так, ну здесь, наверное, слезать тренды. Так, ладно, слезаем. И опять наши очень вяленькие ниляры начинаются. Очень вяленькие бои, блядь. В общем, ладно, Инда. В общем, вот я просто хотел вам показать эту миссию. В общем, Ghost Runner, Шундей, ТГС Мансейн. И немножечко Ghost Runner 1. Блин, если вы не против, как мы и хотели. А потом можно либо Сифу. И я все-таки подумал, если вот вы хотели посмотреть System Shock, вот где-то 1 час чего-нибудь погоняем, а потом System Shock, да, можно, в принципе, на час посмотреть. Если у вас есть желание, как бы несложный System Shock. Просто еще такой момент, вот мои личные ощущения, может, Богмада не нужно, но вот если выбирать из 2 Ghost Runner'ов, вторую мне, в принципе, дальше проходить не хочется. System Shock, хорошо. Сейчас можно немножечко потом Сифу же Артур хотел немножечко посмотреть. И потом час как раз можем вот на 2 часа, 1 час чего-нибудь рандомного, а потом System Shock можно.
Кстати, я тут дошел до миссии, как раз где прям вот, ну прям по максимуму можно ощутить Ghost Runner. Так, какая лимонда сейчас? Вот первую часть реально хочется прям проходить. Вот прям, не знаю, для фаната бегущего по лезвию прям идеальная. Динамика, сэшэп, алерса, все прям на уровне. Музыка вообще шикарная. Опять там все добавлял. Сегодня кучу треков добавил. А это Пчтиев, блядь. План хороший. Быстрее бегает. Да, он шустрый, блядь. Вот я уже запутался, блин. Ты да, квадрат, а вон да. Здесь еще, блин, прикольные битвы с боссами, конечно, были. Вот. Тоже, конечно, с вами посмотреть хотелось, конечно. Музыка вообще шапский. Громко Тугельман, да. Сейчас я быстренько проверю. Главное, чтобы на уровне был. Что с вами посмотреть хотелось, конечно. Музыка вообще шапский. Так, вроде все нормально. Я даже подумывал себе, взять первый Ghost Runner на диске, что ли. Здесь главное, как динамика хорошая. Так даже если ты, как сказать, умираешь, варвар, так динамика остается, блядь, тиши что меня нахуй. И вот реально ощущение, как Hotline Miami. Нормально, отлично. Уф, Эзрак, видите меня, Эзрак. Торопю. Музыка просто вообще вот. Не знаю, мне кажется, если бы у меня был выбор из всех каких-то вселенных, в которых я хотел бы жить, это вот, наверное, вот Киберпанк, вот такой. Не знаю, ну у меня такое, блин. Я ведь всегда хотел какую-нибудь игру про вселенную «Бегущий по лезвию». Некоторые ульмихалды ты, блядь. Блядь, что-то я почему-то не зацепился. Топ-топ-траля, блядь. И здесь как-то динамика не теряется, даже если ты проебываешь. Кянджин. Какой-то босс здесь был прикольный, какая-то вышка, туда забираешься, надо нерсегна был мадейн. Поэтому, если у вас есть возможность, если вам нравится такая тематика, Беринчи Ghost Runner обязательно. Заебал здесь издеренда, но вот так вот поболтать и попроходить такое Кылычны азрак қорыға алып, это что случилось? Сокланып на меч посмотрим. Вот же какой красивый. Причем, кстати, у меня вот такой был, типа, сувенирный меч, и там такой же был узор, я не знаю, видимо, это какой-то самый классический самурайский меч. А ты на месте, все нормально, легенда. Это ж почти здесь что-то забыл, блядь. Так, ну да. Сейчас поди разбери, Али, куда, что, откуда, как, блядь. Уф. Если сегодня, кстати, блядь, без сифу вот этот стрим делать, то он будет весь такой этот киберпанк стрим какой-то будет. Кстати, его так и нужно будет, наверное, назвать, если мы не будем запускать сифу. Блять, кемдер оркага успевает же. Нитерге, как говорится, нитеп куерга. Что успевает? Понять не успеваю даже, что происходит там, блядь. Вот инде шабрак, блядь. Кто вот здесь? Мне ведь Пчтиев, а ты Бульгрейген, блядь. Все, не успел мы, блядь. Буларны Альманда надо успокоить, блядь. Кем синьма, блядь? Севергенский, блин. Но здесь уже такая задача сложная, ты просто так не пройдешь. Блядь. Так и прошил, ведь. Шо Орхагайнда. Героически Орхага успевает засадить, блядь. Подметенный.
Темпест, блядь, ебарига ты нахуй. Блядь. Ладно, отсюда пойдем. Хотя хер мы отсюда пойдем, блядь. Чтобы их убить, нужно вот этот шар отключить, блин. Вещаров там, по-моему. Все, что можно, блядь. Блин, может я какой-то... Она пуштив, ведь Орхагаз заряжает, блядь. Может его сначала, блядь? Его, наверное, сначала, нахуй. Надо успокоить, блядь. Потом ты, сын, блядь. Что очередь, блядь, ебарашил, бляха-муха. Угу. Алисин. Вот так, наверное, надо. Ты очередной биграк ты сберет, теперь уже поспокойнее. Блять, вот I call it luck. Блок 5 projectiles в воздухе. Серебряный трофей какой-то умудрился получить я даже. Я задал комментарий, да. System Shock или же Ней, или же немного Сифу. До часу Сифума или System Shock мы сразу. Потому что Мандайн это просто как бы рекомендации. Потому что тот стрим, трофейные стримы, кстати. Потому что мы, да, блин, если интересно, Ghost Runner можем немножечко побегать. Я не знаю, вот такую игру я за System Shock. Артур Мандам, Артур же Сифу хотел немного посмотреть. Сифонами, кстати, тоже один не трогал, ты говоришь, там, блять, почти фиргая команда. Можем даже вообще 1,5 часа System Shock. Я его вообще с удовольствием готов проходить, вот ты казахполса, потому что, ну, игра очень классная. Но опять-таки специфическая, крайне. Ночной, спокойный стрим. Почти флягтема, блядь. По-моему, это еще прошел, да? Я прошел, нихера себе. За сколько купил? За 1000 рублей. Каримов, благодаря Каримову на сайте взял. Так он стоит, получается, 3000 на диске и... 3200 на диске и 3 на этом, в цифровой версии. А он взял цифровую версию, но на сайте каком-то. Причем я на Авито там договаривался с человеком, даже в моем городе был, учитывая то, что System Shock, ты, ну, такая игра, Big ты не туголь. Мало кто о ней знает. У меня даже... Я Tekken бит на этот... Кстати! Блин, Tekken может нам посмотреть. Блин, не установленный, да. Черт, у Лямада шел такой стрим. Вот сейчас Tekken было бы хорошо посмотреть, конечно. Потому что Минтекена еще таки не продаю, потому что, ну, с Изным, блин, тоже хочется немного посмотреть его, потом продать. Потому что так я его, в принципе, все прошел полностью. Его, конечно, можно на установку поставить, пока мы играем в System Shock. И под конец немного Текена посмотреть. Блядь, ляпая бастами, да не туда, блин. L3 же. Я каким-то образом еще выживать умудрился. Сейчас даже попробую я поставить на установку на имя Tekken и посмотрим, может быть, тоже его немного. После System Shock или же... Да, много ляк мэдейны каким-то образом, блин. Кем Андайри, блин. Что, давай? Tekken маны. Tekken не установлен, битшел. Tekken сейчас надо либо установить как-то, вот подумать надо, как его поставить. Потому что он еще весит много. 80 с лишним, блин. А ты устанавливать и ценг, да. Надо будет удалить, наверное, мне что-нибудь там, Last of Us какой-нибудь. Чисто на сегодня инде. Потом заново вернуть. Но он быстро установится, я думаю, пока. Я просто боюсь, что у него обновления там еще будут. Но
Но пока мы играем в System Shock, я думаю, можно. И под конец стрима можно будет и его посмотреть. Tekken. Блять, так пуля какая-то. Сосран пуля прилетела, блядь. Блин, ну ладно, сейчас как-то мне надо вынести, блядь. Блядь, шурикен дает хоть меня, блядь. Ела кроме. Это еще удалось? Что, кстати, в этом Ghost Runner какой минус? Это то, что уровень с самого начала начинается, если выйти из игры, что он все беспонтовый, да. Ты говоришь, вот сейчас я выйду отсюда, и мне придется вот это все, откуда я сегодня показывал, все с самого начала, блин. Что он зря говорится. Но игра настолько хорошая, что вообще похер дрессинг да. She killed 99 Ghost Runners, and she won't stop until she kills me too. So you won't stop either until one of you is dead. Yes. А, вот до сюда я дошел, и Кенбуга. Примерно до сюда. Так, блин, Tekken на установку, что ли, поставить сейчас быстренько. Так, 5 секунд. Хазар. Tekken быстро прошел. Ну, быстро я что-то не считал. Просто Tekken я был поражен тому, что у меня там 80% трофеев, ты все выбил. Ведь, да. Очень много времени я просто за Текином провел. Биграк к своему просто удивлению. Что быстро. Факт того, что я сам его прошел просто. Что он сам было поразительно, что я его так долго в него играл. Вот только что удалить у меня здесь вместо него 100 с лишним гигабайт он весит, блин. Так, крэш, ну удалим, к чертовой матери. Так, 41 гигабайт. Установится Мекен Tekken. И Last of Us, если удалить, в принципе, Tekken должно хватить ильды. Блин, я уж там все забыл, мне надо, ты как-то все подучил. Что, Tekken ставить? Установка Алхоябзом, пока играем на System Shock. И вот я к тому, что говорил, то, что System Shock не особо популярен. Я в объявлении выставил о продаже Текена, и мне там пишут, типа, обмен интересен, и предлагают варианты. Там, в общем, никаких более-менее интересных вариантов не было, и я написал, интересен обмен на Stellar Blade, ну, просто пусть будет, типа. Хотя, просто как вариант, не знаю, на что еще. Если хочешь, я не против, буду смотреть. Так, просто, я думаю, установится Микен. Last of Us, есть смысл удалять Хазар. Ну, ладно, да. Удалять и ты. Там все равно сейвы не удалятся. Потом просто я на установку заново поставлю. Проблемы современных игр. Вес, блядь. Оттан башхатле. Такой огромный размер. А вот удалять даже не. Даже Atomic Heart весит меньше. Demon Souls весит меньше. Бларенда вообще звезда. Секер, Секер гениальная игра. 17 гигов всего лишь весит. Игра года. Лучшие там награды. Чего только нет, блин. 17 гигов всего лишь. Бернинды, выпендрёжи даёт, блин. Ну ладно, идем. На установку поставим. Блин, что будет? Если что, потом, видимо, просто придется на Tekken сколько весит. Ну, гигов 90 он весит. Но на PS5 игры очень быстро устанавливаются. Я просто не знаю, сколько будет обновлений у него скачиваться. Alan Wake потом устанавливать сложно будет, Микен. Alan Wake удалять только можно, дорбить. Да там вот с Каримовым надо, конечно, поговорить. Но я думаю, он никуда не денется. Demon Souls, Lies of P. Ну ладно, Lies of P пока пусть будет. Demon Souls, Outlast Trials, Last of Us Remastered. Удаляйте трек-то, потом Tekken на этот рискнем, потому что Last of Us потом все равно можно установить.
Так, ладно. Tekken пусть устанавливается. Блин, если успеет установиться сегодня, посмотрим. Если нет, то... Блин, ой, да вообще сыграм бы нахуй. Quiet to copy. А что с ним не так, блядь? Устанавливаться дает миминыха. Калькулей... Ну-ка, апдейт сколько весит екен, блядь. Хабр 100 гигабайт болса, пиздец половина, да нахуй. 7 гиг... Ну, хотя 7 нормально. Вот, игра 80... И нормально. Может нейтрировать. Ладно, все, System Shock. Где-то если 1 час System Shock посмотрим, и под конец Tekken. Я хотя бы буду доволен, потому что Tekken, да, наверное, полное прохождение. Ну, я даже думал полное прохождение с ним, блин, сделать Tekken. Потому что там на сюжет мне как-то всегда было наплевать, поэтому какую-то ересь нести там было забавно. Я про себя думал, вот это было бы ржачно. Сюжет мне как-то всегда было наплевать, поэтому какой-то ересь. Так, звук вроде нормальный. Системный шок. Okay. Вот даже уже чувствуется именно Салихов. Какой-нибудь Zero Tolerance на Сеге именно. Уже чувствуется аутентичность. Так, дисплей, Field of View, даже меню Лары очень такой простенький. Я не знаю, Артур здесь или нет, но вот он, системный шок. Здесь, кстати, даже уровень сложности очень интересно сделан. Вот любительская игра, она настолько отличается от каких-то современных игр тем, что даже сложность вот выбирается. Уровень сложности боевки, ведь, да, миссии какие-то. Это слежка, по-моему, вот этого искусственного интеллекта. Какие-то загадки. То есть, такое вот я в Silent Hill только встречал. В старых Silent Hill. И игра, оказывается, в жанре Immersive Sim. Ну, ты просто айтамин, может, тут не в курсе. Я вот лично был не в курсе, что, оказывается, есть такой жанр Immersive Sim. И вот была же игра Prey 2017. Вот на нее очень похоже. Это вот Шулбер Уен, бродишь по станции, там туда. Артур, вот он, System Shock. Сезманда курмисиздерл, скорее всего. Вам, может, графика кажется красивой, но она вообще пиксельная местами. Просто квадратная. Но игра похер на это. Вот учитывая все это. Мне кажется, если человек какой-то ее купит и поиграет, скажет, вот это PS5, это же уровень PS2 вообще. Но, понимая всю историю, прям, я вообще не жалею. И я думаю, возможно, не пожалел бы даже и 3000 за эту игру. Вот. Но этого уже не узнать. Бәттәш, молчу екен, ёптырындрын. Күпме сүзләр болды, күпме нелер, сколько я всего рассказал. На чем я там остановился екен? Ой, где там звук пропал екен? Ёлки-палки. Инянный кут. Огромный размер. Жаль, что ли. Вот это PS. Бәттәш екен. Ну, в общем, я говорил про то, что, типа, столько игр во вселенной Blade Runner, то ни одной не было, то вот дохера. Да, спасибо, что сказал, то что-то... А что-то... Не сюнгал, непонятно. Ну, ладно. В общем, и наш ондейн. Я не знаю, вот здесь вам видно, нет пиксельности вот этой вот графики. Куринему. Блять, нәрсәгә бастым инде мин, нахуй. Вот это вот, я не знаю, видно вам, нет, то, что это все пиксельное прям.
Я даже не ожидал, что он настолько... Я даже когда... Типа, она же игра весит там 4 гига. И там, может, какая-то демо-версия, что ли, типа, вообще... Почему она такая вообще? Краношип их мне. Зубочистка. Да. Здесь просто не видно, но если в упор смотреть, здесь вот на еде, на телевизоре, то игра все пиксельнее. Знали бы вы, сколько я вот здесь торчал, Берсаратули, на минут 20 я здесь ходил, не знал, что делать. С одной стороны, прелесть старых игр. Вообще понятия не имел. Зашел на YouTube, посмотрел, что делать. И унитазларны смывал. Просто не знал, что делать. Здесь вот, ладно, указано сюда зайти, и все. Я даже смотрел видео на стоп-гейме, и там тоже пишется то, что много каких-то мелких вещей, которые можно просто пропустить. Но в этом и прелесть зато. В этом и прелесть. Посуду... ладно, 40 евро. Жебесен пока. Деле, утны где сегодня, дорогая. Вот это вот все нажимается. Если вы думали, что это просто хуета, нет. Нажимается, блядь. Вот что нажимается, что нет, поди разбери, да, блядь. Пылесос работает. Оказывается, манда килясинг, да? Блядь, сошли синяки, блядь. Но вот эту катсцену я пропустил, поэтому сейчас его что-то, по-моему, заберут. И катсцену на меня пропустил, поэтому бергаляп можно погрузиться в это. Вот реально бегущий по лезвию. Если в Киберпанке там какое-то современное будущее, здесь прям вот прям вселенная бегущего по лезвию. Флешка, наверное, там на 2 гигабайта. Разверни немедленно. Средний вармак тебе. Так, русский язык. Можно ему субтитры поставить? Этому, да. Чтобы с Ирак было комфортнее. Accessibility, language, English, испанол, польский. Ну, русский пусть будет, чтобы все-таки понятнее было. Будущее глазами 80. Вот, да. Ты правильно сказал. Правильно сказал. Absolutely right. Дебдерис. Перевод заключенный на сектор 11. Кубарпит назначение. Везде забрать передачу заключенного. У меня была игра Mortal Kombat Special Forces там про Джексона на первом PlayStation. И вот там у меня был прям вот буквально такой перевод. Запомните, господа, все, что я скажу, остается между нами. Меня сейчас ждут другие дела на станции, но у меня есть для тебя поручение. Выполнишь его и получишь награду. Откажешься, и ни на каком шаттле с этой станции не улетишь. Ага, неразговорчивый, значит. Снимите мешок. Это я все скипал, поэтому... Предлагаю сделку. Будешь сотрудничать, получишь имплант, который ты пытался украсть. Хирургии и всем. Считай это подарком. Кроме того, какого врача выберешь? Элиту из трио Алерса или самоучку с черного рынка? Чудесно. Это Шодан. Искусственный интеллект станции. Он контролирует практически все системы на станции Цитадель. Сними с нее этнические ограничения. В последнее время их стало слишком много. Вот, получается, он снимет это ограничение, и искусственный интеллект обретет самосознание. Да. Вот тоже, по сути, актуалочка. Инициализация БТРНГ. И ролик решил, шучу, не пропуститься. Неплохо. Возможно, мне еще найдется для тебя работенка. Сейчас нас в какой-то... До скорой встречи, когда проснешься. Сейчас нас какой-то отправляют сон, и мы проснемся через чутую кучу лет там, когда уже это Шодан... Там уже буйство устроило на станции. И, короче, все, там поработило людей. Туда. Вот это вот даже аутентичный комп прям. Бәттәш, Tekken уже ready to play. Туктап тұр әлі пока.
Ну, там, наверное, пока еще начальный этап такой установится. И, в принципе, все, да. Начиная отсюда, все, Уэйн Башлана, делай, что хочешь, иди куда хочешь, занимайся чем хочешь. Самое забавное, я же говорил, что я играл в игру где-то 30 минут, и все время хожу с трубой. Я посмотрел лонгплей, и там к этому моменту у людей уже пистолеты, у меня брейвер даю, блядь. Мен бір труба білән йөрдем да йөрдем, нахуй. Ну, вот такая, сразу айтам, такая неспешная игра, да. Ghost Runner кебек играк түгел инде. Монда все вяленько. Какие-то, блядь, подносларны визжидам мен. И бугыма кирәк еме. Весь инвентарь ими набил, блин. Кулыңны алып кой инде сен, блядь. Так, нажмите на кнопку. Здесь даже поди разберись, что иногда кнопка, что вообще что. Так. А где ключ карту взять, Аля? И это, с одной стороны, офигенски, что никаких тебе вот лобовых подсказок, никаких этих, а прям ты прям сам все изучаешь. Ты где-то что-то потерял, все. Last of Us в играх Тугель. А, вот здесь, по-моему. Подобие Фримана. Ну, есть такое, что-то немного, да. Вот тоже отдает вообще вот этими всеми теми играми того времени. Карталар, эпохи Дюка Ньюкома. Я не знаю, зачем он здесь восстанавливается, но ребята валы. Сотрудник 245, Александр Николаевич, ситуация такая. Судя по всему, на станции Цитадель биологическое заражение. С очень примитивной графикой, должен сказать. Аль-Хат. Боевки очень такие вяленькие, но, тем не менее, бары прикольные. Какой-то робот-пылесос. Дустун просто черт к чертям. Обнять меня хотел, что ли? Да, черт-то знает, что нажимается, что не нажимается, блин. Вот это я узнал из из ролика в интернете, то, что, оказывается, на стоп-гейме какой-то обзор смотрел, и, оказывается, вот эти камеры, если уничтожать, это, получается, вот это вот искусственный интеллект Шоден, там, получается, за нами следить, там, тудым-сюдым, и это как бы ее ослабевает, я не знаю, там. Ну, в общем, игра довольно серьезно проработана. Но, опять-таки, если тематика неинтересна, мне кажется, что бы я там ни говорил, мне кажется, глубоко похер будет. Да, не знаю, может, сейчас с изным, блин, когда буду проходить, я найду этот пистолет, блин, потому что там он где-то очень на раннем уровне появляется. Вообще его так и не нашел он, да, я так и ходил с трубой, да. Так. И, блядь, пароль же, а где пароль, Альман, да? Да, какой-то аудио... А, вот это вот аудиозапись. Нужно подобрать. Так, 451. Так, блядь. Угу, excellent. God damn, boy. Ну, оригинал выглядит озуительно. Я так понимаю, это хорошо. Оно и играется вообще. Потому что вот Prey, в принципе, Prey, я ведь не договорил, то, что ты поначалу ты очень зашла, потом что-то не очень. Из-за того, что тормозил. Это трофей мне дали. Добро пожаловать на станцию Цитадель. Надеемся, ваш восстановительный жон прошел хорошо. Сегодня 6 ноября 2072 года. Вы находитесь в медицинской каюте, расположенной на первой палубе. На второй палубе находятся научные лаборатории, третья палуба служебная. Блядь, вот их ловить-то. На четвертой расположены склады. Взлетная палуба под номер... Блядь, хоть нахер нам пылесос, блядь. Ну, пылесос, ты что, давай. Пылесос обиделся, что ли? Ну, ладно, тащаю. Блин, я уже забыл, о чем я там говорил, блин.
А, вот про Prey, то, что Prey... потом я в итоге его бросил же из-за того, что там игра тормозила на PS4, и очень долгие загрузки были. А вот на PS5, повторюсь, она уже в 60 FPS, и в нее можно играть. Да. И поэтому вот тоже у меня желание есть Prey, ну, чисто для себя перепройти. Да. Мына мынандай загадкалар мында, иняң баттаги можно просидеть, мне кажется, черт кто знает сколько вообще мындай хуйталарда. Я эту загадку не решал, что она тащаек, блядь. Отырып тұрсың айтканда, блядь. Так, Шодон будет наблюдать... А, Шодон будет не повторять никаких ошибок. Ой, мында камеру yok mu, блядь? Так, блядь, закрывать не будем. Откроем обратно. Айнур, привет! Я вернулся. Рад видеть. В общем, это дополнительный стрим по рандомным играм. Мы немного посмотрели Ghost Runner, тудым-сюдым. Эта игра называется System Shock. Я не знаю, слышал ты о ней или нет. Это когда-то была игра System Shock 2. Очень-очень давно, на искинде, но которая на игровую индустрию очень сильно повлияла. И вот это как бы игра, это ее ремейк, вот, который я недавно приобрел. Очень специфичная, на любителей, но мне зашло, потому что люблю подобную тематику. Вот, а также я поставил на установку Tekken. И поэтому мы потом, наверное, немножечко посмотрим Tekken 8. А это такой космический хоррор. Хоррор, сложно сказать, но такой киберпанк, бродилка. Ну, выйдешь. А вообще immersive sim деген жанр. Я вообще до обзора этой игры вообще не знал о таком жанре. Блядь, некимдер меня ёпте нахуй. Блядь, ты же там, блядь, за километр стоял, нахуй. Вот даже учитывая, что здесь боевка такая слабенькая, я уже далек от игр. Пару популярных только знаю. Но меня вообще мало кто знает, если честно. Вот я говорю... я не договорил, по-моему. Вот я Tekken выставил на продажу и написал... Ну, мне написали, да, обмен интересен, мне там интересен, там. И написал System Shock. И человек мне написал... Я, говорит, вообще даже не слышал про System Shock, поэтому будто специфичные уины, короче. Вот. Но оригинально, дөресіңін айтканда, унярлық түгіл, очень старая игра, крайне иске, и она вряд ли мало кого может впечатлить. Жанр классный, но сложный. Ну, сложный, не знаю. Вот Prey был сложен тем, что он, блядь, тормозил нереально просто. Он унярлык тугуле. Вот на PS5 его уже можно играть. И я хочу... Я его и устанавливал. Он там бесплатно доступен по PS Plus. Вот. И его уже можно играть. Он был сложен тем, что он тормозил просто. И загрузки были очень долгие. То есть он был очень плохо оптимизирован на PS4. Вот такой вот взлом системы здесь есть. Какая-то мини-игра, да, блядь. Так, да, я не помню, что делать. Я, по-моему, так и не прошел, кстати, вот этот уровень. Я отсюда просто вышел, по-моему. Короче, всем, кто любит киберпанк жанр, всем, кто любит бегущих по лезвию, там тудым-сюдым, мне кажется, строго рекомендованный. Такая ретро-вейвларна, синт-вейвларна. Яратқан кишилерге обязательно, я думаю. Ой, блядь, да. Еще что круто, вот любительские игры, ведь, по сути, условно инди-игра, инди-игра, ремейк. То есть, подобные игры, они очень бывают проработанные, в отличие от таких рельсовых каких-то игр. Бунамен, Тишек, блядь. Очень проработанные. Вот здесь вот сложность тоже, ведь все, даже сложность очень гибко настраивается, ведь. Блять, да, наверное, совершенно бошлар или, да, блядь. Получена программа «Возврат». Вот мне возвратно, по-моему, использовал, и все, по-моему. Я так и не понял, как это проходить. Не знаю, как эту систему взломать. Сейчас попробуем, Двергаляп. Я даже не знаю, куда здесь добраться, пока ничего не понятно. Но это типа, короче, здесь, чтобы взломать систему, вот какую-то такую мини-игру надо проходить.
А это пока это самое начало пока игры, только батташ там у меня стрим лагает жестко, блин. Ну да, бошлары вообще. Сейчас немного походим, да дальше пойдем. Это я, в принципе, вот это вот не взламывал и... Блядь, мерсавил дул, нахуй. Я не поворачивался. Я вот это вот не взламывал, ничего не произошло инды от этого. Я просто пошел дальше инды. Ой, варгаман, да, блядь. Кукей какой-то, Йолдус появился, блин. God damn boy. Ну, игра такая инды, которую вот прямо... Просто нужно сесть и проходить инды. Прям подолгу, погружаясь, созерцая, наслаждаясь. Мне кажется, да я не был, по-моему, еще. Ладно, попробуем сразу к выходу инды. Я... Блин, да, на менде территорию. Вообще закрыто, блин. Здоровье налык. Целостность восстановлена. Какая целостность? Наша такая, блин. Вот в обзоре Стоп Гейма там писали, кстати, о том, что вот в этих миссиях во время... Мандама, Кердек. Кермадек. Ничего не происходит. Ладно, возврат, тащай. Я, в принципе, тогда не взламывал это, и ничего не изменилось. Кстати, еще игра ведь под старый манер сделана, поэтому здесь надо сохраниться вручную, потому что ульсянг баштан башланавичнах. Никакого тебе Вот единственный автосейв был вот здесь. До этого больше его нигде не было. Выключатель, ладно, поди разбери. Поди разбери, что за что отвечает, манда. Вот же пистоль, где был, блядь. Мне интересно, да, у него этот пистоль не нашелся. Какая-то наркомания просто. Азракбар. God damn, boy, первые выстрелы в этой игре. С ума сойти. Я, видимо, вот сюда не заходил даже, в эту комнату, когда в тот раз играл. Обзина Вашаганнар просто. Как перезаряжать екен, да. Перезарядка деген бір бар ма екен, да, вообще бойында, блин. Это подбирается, не подбирает. А, перезарядил, нихера себе. Ну, это, мне кажется, идеальная игра еще для какого-нибудь там... Либо... Хотя философски тяжело, наверное, будет. Last of Us прошли? Нет, там... Я посмотрел лонгплей, и там еще приличный, так, чтобы прям полностью в него играть, наверное, все-таки этот... Отдельно, потому что у Арта еще, он такой ведь, да, неспешный, и мне кажется, в него порой не получается. Так, блядь, кем нахуй? Кем? Ай, блядь. Пештиев, у меня в этот раз пистолет есть. В тот раз мне твояк, блин, побеждал их, блядь. Хедшот ебари, нахуй. God damn boy. Вот их пистолет не подбирается, кстати. А подобрался? Сломанный пистолет с парком. В тот раз я его не мог подобрать почему-то, блядь. Да, это как Dark Souls. Всему надо допереть. Ну, Азракбар, да, Азракбар. Пештеев. Ну, атмосфера мне очень нравится. Музыка вот эта вот. Кто играл на Сеге Zero Tolerance? Вот прям Zero Tolerance попахивает. Но, опять-таки, рекомендовать никому не буду, инды. Блядь. Его, по-моему, где-то у меня граната была, блядь. В тот раз была, вот в этот раз уже нет. Вот это вот Immersive Sim, все рандомно, блин. А какими его завалить, блядь. Вот обошли ведь, нахуй. Угу. Баташки лепщиткен, так я не знаю, что он ходит. Ход ночь рано, нахуй. Хочешь шабряк? Там меня какой-то пылесос преследует, блядь. По-моему, сюда спуститься можно. Баташ. Так, соответственно, труба, блядь, Йорам, блядь. Ой, миллион лет, орудование тут. Тухта, у тебя курма, не сохранен вообще. Сохраняться и ты, блядь. Туманда мало ли, халляр болып қойыр, блин.
Вот, кстати, Tekken вообще быстро установился. Там 8 языков. Он, наверное, не весь установился, но тем не менее... Да. Вот что на PS5 еще круто, игры очень быстро устанавливаются, потому что на PS4 это было очень долго. Мыңнел устанавливались они. Так, вот здесь вот не какая-то загадочка, да, не будем ее решать, тащай. Я в тот раз решил, ничего мне от этого не далось. Так, я думаю, что мы, ну, вряд ли продолжение будет стримов по этой игре. Я не знаю, если прям единогласно все будете писать, типа, System Shock, ну давай, трекерак, ты что, типа, это же System Shock, блядь. Блядь, тебя прохерю весь пистолет на этого почти, эра, не будем. Баташ. Doom башланды. Очень-очень вяленький, правда, Doom очень-очень вяленький. Вот это, кстати, и есть System Shock, который систематический-то, который ты говорил. Уф, улермен, да, миманда, заторможенный, не да? Заторможенный экшен, бля. Или это Doom? Нет, это системный шок. Систематический. Труба, бля. Вот, кстати, как писали в обзоре Stop Game, вот когда бьешь трубой по врагу, вообще ощущение дает. Hit detection, бір ощущение создает. Вашлама, туалет хакер биклянам, блядь, кет туалет хакер, бля. Хотя бы туалетта покой был ргатыш, ведь вот солидарность туалетная же должна быть какая-то, блядь. Ёп, ишек не, блядь, унитаз, блядь. Заберем с собой туалетный бумагу. Бомакиряк, мол, блядь. Вот тоже инди-игра. Можно подбирать всякое. Баташ. Эй! Попробуйте, зайдите, блядь, сканер. Мертв. Блядь, мне аптечка до холма, витамин, да. Птичей наберем. Вот же вот. В инвентаре какие-то, блядь, кастрюли. Эленерселер, блядь. Этяк-сятякщина всякая. Установишь, манда, блядь. Напугаю тебя пустым пистолетом, блядь. Кутине, блядь. Туалетный солидар. Ну, как бы, да, типа, каши туалета, и как бы все-таки, ну, уже неважно, там, зомби нападает на... Туалетный солидар. Ну, киряги. Бербергизне, блядь. Напоследок, как говорится. Что это вообще? Выдача медицинских карт, блядь. У меня вообще денег нет, по-моему. 0 кредитов. Так же, как и в этом, да, в Prey, там, типа, вот эти все вещи можно перерабатывать. Обзор напоследок у себя решил. Темнергия. Вы забрали предметы, труп человека. Здесь я, кстати, не был. Вот как так? Я в тот раз играл, но почему-то здесь я не оказывался. Безнен, она вялые, как... Пиздец. Ну, да. Они ощущаются так же. Ну, это же типа... Блядь, мёгорове там он. Это же как бы разработчики ТГН. Как сказать? Да? Это, по-моему, первая игра вот этих разработчиков. Что-то такое. До этого они делали ремастеры, ремейки. Что-то... Ну, не ремейки, а ремастеры, по-моему, только делали. Батыш, фуражка можно одеть, да? Ди. Не знаю, когда один проходит. Там ножницы у тебя в сумке, да? Наверное, не знаю даже. Да, блядь. Медицинские ножницы для хирургии, да. Они, видимо, их, как в этом, как в Prey, там, в перерабатывающуюся штуку закидываешь и не тясing, да. За них там получаешь какие-то вещи, прочее. Блин, забавно. Я в тот раз играл, я вот здесь не был даже. Видимо, по другой дороге пошел. Удивление, Дренды, у меня. Первый раз человек играет в Immersive Sim, блин. Бат, так синким, нахуй. Тоқтар, блядь. У меня есть трубушка. Бат, тач, у меня 1%. Уебываю. На этом и закончится мое путешествие, наверное, по миру System Shock'а. Бат, так кем, блядь? Арқаға кетіріп соқтылар, бля. Бля, сейчас сохранение дан, да? Бабаштан, нахуй. Ну, не бабаштан, наверное. Вот где я там сохранился-то?
после туалета или до туалета. Ты веришь, что есть душа, хакер? Давай узнаем вместе. Ты будешь служить Шоден как киборг. Продолжить. Что там продолжить, Киал? Ну, продолжим, попробуем. Продолжать это киберварми, Киал. Ну, вот где сохранился, с тем и пригодился, да, блядь. Все, нахуй, бог наш, блядь. Если бы не сохранился, где вот автосохранение было, и все, что нам пошли, все нахуй. Это вам не современный, это не Last of Us, где там, где хочешь, там, динамит бросили мы. Хитрый же был ход у нас. Да все тяжким трудом дается в этой игре. И вообще никак игре вообще похер такой. Да все. Выебан и высушен просто. Я не знаю. Блять, лифт. Siz ne kadar ничек, достар? Вот вы бы, если вот, курясыз бит, вот, если вы купили эту игру за 3000, какие бы у вас были мысли? Вы пожалели бы об этом? Или нет? Блин, а как куда я в тот раз прорвался самого, блядь? Где я был, Икеал? Ну, вот это место. Или я вон туда пошел каким-то образом. Кем, блядь? 3000, да? Цифровая версия стоит 3000, а на диске 3200. Но я купил цифровую версию на каком-то, думаю, стоит своих денег. Башсыз қалдырдық деген. За кусок трубы. Ну, и за пистолет вот такой вот плохой. Ну, я поначалу тоже, хорадым. Блядь, все, пистолет тавит тейнда. Если фанат игры, то нет. В смысле, если фанат игры, то нет. Если не фанат, имеешь в виду? Твой хакер битяна, блядь. Тихо. Прям в упор кильды. Но я предполагаю, что Джо вряд ли скажет 3000 за это, блядь. У Джо немножечко другие вкусы в играх, там тудым-сюдым. Кемдер орха келіп сұқтабайтын надо, блядь. Блядь. Бля, у меня аптечек нету вообще. Брейвер дает. Но я взял за 1000 Джо, поэтому, если что, Ну, в коллекцию себе хочется, конечно, именно на диске. Блять, оно там много эбертурында, нахуй. Да сейчас и дешевых игр нету. Бряхтан. Ну, он сабар, да. Но вот если по подписке PS Deluxe, то там вообще все бесплатно ведь раздают. Ну-ка, вернемся на базу. Где база Икем, да? Где там, по-моему, где-то вот здесь, где можно... вот же, можно же полностью и вылечиться. Каждый раз сюда бегать, да, теперь? Игра сохранена автоматически, блядь. Так, карта на Харигаре. Ну, вот это вот как Прейн, полностью вот это вот смотреть, мне кажется, это ярыми не надо, фанатами быть, чтобы игры, чтобы прям все это смотреть. Так. Ну, игра такая проработанная, за руку тебя не ведут, как в Last of Us там или еще что-то. Я еще на Авито там, когда вот брал, хотел взять у человека, я говорю, торг сделаете? 3200 там цена была. Я говорю, за 3 отдадите? Он говорит, нет, Потом я такой, алдым да хойдым цифровую версию за 1000. Блять. Камера на...
Блядь, осторожно, высокий уровень усталости. А что со мной? Блядь, вот тарахан не ребить нахуй. Симулятор охотник лар. 6-8 тысяч. Утроптыш. Да? В коллекции игр плюс-минус сколько у тебя? А там много. Там же просто PS Deluxe. Просто ты можешь сам даже зайти посмотреть. Нига, заходишь в PlayStation Store. Либо американский, либо там турецкий. И просто там рядом с игрой там написано типа плюс инде. И типа там бывает бесплатно. Можно бесплатно скачать типа полную версию. Стамина на керактере. Утрага. А то биг тяжело дышит наш мадемуазель Деррисон. Товарищ. Архат. Архат еще, блядь, все можно сделать. Мне кажется, с моей стороны было больше рекламы об этой игре, чем сама игра. Так, куда мы в тот раз забрели? А, вот сюда же мы забрели. Сейви Барик. Вот тоже, да? В какой игре сегодня сохраняешься вручную, малой? Уляп ты. Такого ведь да просто нет ты. Last of Us там. Кем сохранение турында уляган вообще? А вот это все old school. Атмосфера, красота. Кембар бой. Как будто они желейные все вообще. А, граната, да? Здесь даже, кстати, когда к вещам подходишь и просто нажимаешь квадрат, как в старом Resident Evil пишется. Ничего не произошло вон там наверху. Я не знаю, вам видно, нет? Ничего не произошло. Это не нужно, типа. А чё? Очень высокий уровень усталости. Нерса шлими. На месте стою. Уставать и торгай, блин. У меня там пульс скачет слева. Нерса, я ведь на месте ровно стою, блядь. А, вот они, дневники, которые надо читать, блядь. Так, удерживать для восприятия. Добыча припасов из Западного крыла медпалубы стоила нам Хэнсона и Рейнс. Такими темпами счет нашего выживания идет уже на часы, а не дни. Мы регулярно теряем людей уже неделю, нервы. Сейф, да, постоянно сейвиться я буду нахер. Мало ли, блядь. Утреп койлар, блядь. И это еще ведь получается, то есть я играю на стандартной сложности, а можно менять, ну, вначале же так и смотрели, ведь сложность крайне по-разному можно менять. Так. Боевки можно поставить слабыми, загадки сильными, и вот так вот такой рандом да, каждый раз, то есть. Блять, хальбитами ухатли трубой махать, блин. Так, у меня есть гранаты. А, взрывчатка. Газовый киряк. А газовый маневр. Бляха-муха. Ты Пушкина уничтожить, чтобы и потом пойти. Пройти да, в другое место. Ну, окей. Пистоль. Нет, пистолет тоже впервые вижу. Фуражка. Фуражка не будем... А, мне места нет, и кепка на ларга. Это так же и берем, блин. Человек, который впервые в жизни Immersive Sim играет, блядь. Какие-то тослар, какой-то пакет, блядь. Сохранение. На сталкер постоянно сохранение. Ну, что-то типа того, да, ты все вручную. Ну, во всех играх, по-моему, было. F5, F6, по-моему, уже сохранение было всегда. Прям так, ночью атмосферно проходить в это. Атмосферно в это играть. Но я даже когда вообще анонс этой игры увидел, то, что типа System Shock, там тудым-сюдым, мне сразу же заинтересовала эта тема, то, что космос. Батач, башендай схалды, блядь. Бо пистолет, по-моему, вообще неэффективный, блядь. Он вообще перезаряжается, мол, нет. Где его боеприпасы-то показывают? Сейчас закончится все, блин. F4 загрузка последних сохранений. F5, F9 же было всегда, по-моему. Опять какая-то загадка, которую я решать не буду нахуй. А хер не работает, блядь.
Подтащи. Шабезма. Так, это выключить, да. Сейчас, блядь. Да нажимаюсь, блин, да. God damn, boy. Ковбой юрейный наш фирменный. God damn, boy. Чтиво там тошнит, мол, блин. Я надеюсь, пистолет бесконечный. Надеюсь, он какой-нибудь энергетический. Радиация? Бата, здесь радиация, ёбрус это. А как мне подняться? А, вот же. Я умираю или что? Я даже не понимаю здесь порой, что происходит со мной. Дверь движется. Хорошо. Хорошая информация. Так, ну и все, по-моему, вот как и было в обзоре Stop Game, типа в какой-то момент ты добираешься до какого-то места и поди пойми, что делать вообще. Так, наверное, эту загадку решить надо, Дарень, да. Так, где точки-то вообще? Угу. Ну, вот сюда воткнем. Я не знаю. Угу. Это возьмем и воткнем. Ну, вот пусть вот сюда пусть будет. Это выключим, включим. Выкл, блин. Это вот сюда. Так, это вот сюда. Что, все получилось, man? Так, что-то пошло. Что-то, по-моему, пенис плавает пока что. Угу. Все подключил? Нет, отключил вообще. Монолайк, головоломка за 3К. Это и то средних на уровне, Алянда. Так, блять, отключим. Tekken 3 он полностью установился, кстати. Вот тоже, да, 8, почти 100 гигов установилось за меньше, чем за час. Так, блядь. Ну, вот так подключу и... И что мне это дало? Вот так вот, ну. Это вот сюда подсоединим. Бата, еще решил загадку? Или вообще накрылось мы все, питание переведено? Бата, я решил загадку. Нихера себе, блядь. Вот это... Щенячья радость, Мандуин, да, блин. God damn, boy! Тот случай, когда я даже не понял, как ты загадку решил, блин. Алекс Вера. Зачем я сюда прилетел? Ну, мне хорошо платили. Девушка меня бросила. Но я всегда знал, что это ошибка. Пистолет верните за АЗС. За АЗС, в смысле? Дрошап қойғандар. Это и то, я вот на те территории еще не ходил. Он да, нәрсе, мында. Батач, пистоль? Пистоль. А что, патроны нельзя? Некуда класть. Да. Уф. Кім келемін анда. Так, ну, тосно выкинем енді, нахуй. Пистолет возьмем, блядь. Поломанный болса, да. Может, патроны хотя бы есть? Так, это сломанный мини-пистолет. Киля, блядь. Бля, у меня здоровье там на мини-малюшке. Не хедшот. Патронный пистолет, да? God damn, boy. Что круто, вот тоже ты берешь игру и понимаешь, что вот за ней ты можешь провести много времени. И это хорошо, потому что вот опять-таки, возвращаясь к игре, этот Still Wakes in the Deep,
Она ведь глюк будущего. Это ты к чему? А, Глок. Да-да-да. Глюк, блин. Глок, да. Мне тоже сразу подумал про Глок. Там еще один пистолет будет, он тоже похож на Глок. Но здесь, кстати, арсенал оружия довольно большой. Дробовики, автоматы при такой игре, он довольно огромный. Том, блядь. Уф, цель шаптейн, да, аппарат. Уф, кем. Вот. В натуре Глок. Ай-яй, из меня делают ныне. Потому что вот опять Steelway in the Deep, мне кажется, проходишь один раз и все, ведь, да, вот эти игры. В смысле? Я же это все прошел. Я же сохранялся. А, или это автосохранение какое-то было, мол. Так, 35, 44. Да, вот же мне. Ты, Уен, давай-ка, не шали. Меня ведь. Батыш. Или последний, ладно, тащай. Кастрюля здесь, значит, это другое сохранение. God damn, boy. Чем-то Fallout'ом даже отдает, который я никогда не играл, кстати. Кстати, говорят, сериал Fallout хороший. Я, правда, не смотрел. Но поговаривают, хороший. И там еще снимается же этот Уолтон Гоггинс, который играл в этом Завуче. Я не знаю, смотрели вы или нет, но прикольный сериал. Там «Кураж Бомбей» в переводе. И этот сериал еще прикольный тем, что там всего 2 сезона, и он такой как завершенная история. С узелмой, это, кстати, кайдамой, и тудым-сюдым. Первую серию смотрел или как? Fallout? Но я не смотрел вообще. Блин, ни в одну часть Fallout не играл. Меня что, бета? Сохранимся. Да. Вот реально, как в старых играх. Одного врага убиваем, сохраняемся, блядь. Сломанная штурмовая винтовка. Может, и где-то чинить можно тоже. Для фанатов игры, наверное, заходит. Вот, ну, блин, даже. Просто что-то сериал, говорят, прикольный. Ильшат тоже что-то говорил, прикольный сериал, типа он смотрел. Но меня не смотрел. Но, опять-таки, вот вещей, которые не очень заходят в Last of Us, там тоже есть. Да. Какой-то уебанский пистолет. Блядь! Вот мне кажется, вот так быстрее, да? Чем там смотреть заставку эту, как помирает. Вот так быстрее, по-моему. Уебанский пистолет, блядь, я до конца игры, видимо, буду ходить, блядь. Ёб твою мать. Что за Робокоп 2 нахуй? Был дома, блядь? Ой! Почти в тухтартер. Надеюсь, бесконечный аппарат был, блядь. Миндайнда набил всем, чем можно, инвентарное, блядь. Какой-то хуетой, блядь, полнейший. Манаунерси. Сломанный пистолет. Ну, киряк мидриндовал, нахуй. Аргатых, блядь. Человек, который особо не играет в РПГ, вот сразу видно, что не умеет инвентарь. Разрабы, Реген сериал. Кто смотрит? Я что-то даже не слышал, что за сериал. Разрабы. Батыш, это же тот проход. God damn, boy! Блин, мне бы здоровье, нахуй. Блядь, газовая граната. Не нужна мне газовая, мне бы обычную. Минь-бить только не смотрю. Пацаны пока вот этот новый сезон. Канистр? Ой, что это, блядь? Пустая банка из-под типа колы. Бомагиряк, блядь. И так урон Нюхманда набил всякой, блядь, залупой. Салям! Так быстрее, если загружаться все-таки. Сейчас попробуем все-таки разбомбить бы аппаратно. Вот мой хитрым способом. Эй! Так нечестно, блядь. Надеюсь, было оружие просто кзадер и все. Патрон тоже хотел узнать, хвалят сериал.
Я только «Очень странные дела» смотрел и «От и до». Ну, пока последний сезон жду. Не смотрел, шел, но вот очень много слышал от Ильшата. Про сериал «Очень странные дела» и еще сериал какой-то... А, нет, это, по-моему, «Очень странные дела» есть. Или про... Какой сериал там, где, короче, играют одни и те же актеры, но в каждом сезоне они играют разных персонажей. Это вот «Очень странные дела», да? Или это другой сериал? Блять, ну газовый не возьмет тренды его нахуй. Его газовый, блядь, вообще. Ну, не поймешь. Так. Ну, не поймешь, что надо будет, что не надо в игре. А, да? Ульди, это просто, блядь. Кургонна ульди, по-моему. Ну, этим и, с одной стороны, вот прекрасен System Shock. То, что ты как бы условно существуешь здесь. Нет, это что-то другое. Блин, как же он назывался, этот сериал? «Очень странные дела». Это про каких-то подростков, по-моему, да? Блять, пистолет на него про херю инда весь сейчас. Я тебя, блядь. Вот я его гранатой только уничтожал инда тогда. Вот тогда вот у меня была граната, сейчас я не ладно сыграть. Так, может его обдурить можно, блядь? Он же, да, он, блядь, ебанутый робот, блядь. Пылесос, нахуй. Бартыяка, нахуй. Киттен, молодец. Именно в этот момент. Архат, пока. Он такой, как так? Как ты это сделал, Легендер? Тухта, отметер, у меня один хелл. Что за дела? Да, я помню эту фирменную фразу. Тоже локальный мемчик. Я только не помню, когда ты его говорил, типа, что за дела, блядь? Типа, ну, когда дело касается какой-то ереси. Так, пока он спит, утюг китем. Орхатма только. Шабрак? Блядь, сука. Он такой, типа, ты меня за ебанутого держишь, Дегендер, что ли? Искусственный интеллект, да я считаю... Кто смотрел? «Любовь, смерть». Я не смотрел, но что-то у меня есть желание. Это такой, типа, анимированный, жесткий какой-то мультик. Вот так буду делать. Блять. Сука. Не удалось. Я какой-то не смотрел. Там какая-то женщина, ей что-то ноги отрезали. Какой-то чел, который любил роботов, что-то отрезал ей ноги, потом сделал из нее робота, алярса какая-то. Фу, ты за этот тупняк. Хвалят, но пока не смотрел. Вот «Любовь, смерть и роботы», я его путал с сериалом какой-то Запад, Дикий Запад, какой-то про роботов. Ладно, пока тупой стена Хораптра, блядь. А мимда, блядь. Отма только нахуй. Блядь, сейвиться опасно уже. Сохраниться нельзя даже, манда, блядь. Пшти эфири, манда, блядь. А что я сохраниться не могу? Я что, лимит сохранений прохерил, что ли, какой? Не дай бог. А что я сохраниться даже не могу? Там каждая серия про что-то. И в каждой серии свой художник. Вот что на улядом шел, мен. Так, сохранимся, брат. Новый точка, блин. Один Хелман, да, мен. В самом начале игры, а уже вою, блядь. Пятив! Охуеть за это. Блядь, не в аптечку нахрен, срочно, блин. Хайерликен. А чё, просто патроны нельзя подобрать, да? Что там заблокировано лифты? Мир считает, если по ней нельзя на палубе. Мы сможем попасть в работу лифтов. Тупо короткометражки много. Понимаешь, ты не углублялся особо, ты просто вот видел где-то какие-то ролики. Какой же сериал? А, «Мир Дикого Запада» называется он. Там, по-моему, Энтони Хопкинс снимается, что-то тоже инди, как-то что-то истяхолды инди. Классный сериал. Блядь, ты время, Юрий, блядь, наш. Наш Заторможкин, блядь. Ладно, зря поиздеваться тоже можно. Блядь, ну Саша такой. Некуда класть пистолет с карбином. Ну, у меня есть, по-моему, инди.
Так, он становится кейком, блядь. Для воспроизведения какие-то флешки, блядь. Так, ну здесь какая-то очень важная информация нам сообщается, Даринда, но мень все прохериваю, блядь. Ну, зато хорошая игра, за которой можно поболтать о чем-то разном. Хотя пока мы не застрянем где-нибудь, блин. Вот так! Ты Обзи даже закричал там в аудиозаписи. Блять, мимонда, может, что-то нажать надо, блядь. Причем вот эти вот все вот вещи, вроде которые как выглядят как инвентарь, они нажимаются, блядь. Так, сейчас 5 секунд. Я окна закрою, а тут слишком много окон у меня открыто. Может, из-за этого трансляция подтупливает. Потому что и так, да. Компьютер ведь, блядь, слабенький. Ну, все, по-моему, все, что можно. Бэтаж, а я же не здесь, я еще где-то был. Где я там был? Мано, Пыштеев, Хаман живой, блядь. Ты кого назвал Пыштеевым, блядь, ты, Эндер? Этот робот, мне кажется, я, типа, до конца игры пройду, этот робот там как стоял, как я его буду обходить, так до конца и буду обходить, блядь. Уф, продолжить хвостами, да, такой яханемнен начнет, сейчас. Бэтаж. Мы тебя давно прошли уже, блядь. Так, 355. 50, блин. Какое мое сохранение было, их много, блин. По-моему, оно... Ладно, не будем. Тащай сила, блядь. Хотя я там что-то полезное подобрал, по-моему. Ай! God damn boy. Ну, как вам System Shock? В общем, шунды уенинды, я думаю... А, вон же, там даже карта открывается, где мы не были. Вот прям как в старых... Ну, хотя не в старых, но в Far Cry тоже так, по-моему. Блин, газовые, а у меня обычный гранат нет, да? Что, обычный гранат и версия... Все аптечки в начале игры прохерил, да, блядь? Шо они да нахуй? Система шоковая, блин. Ну что, Дуслар, хотя, честно признаюсь, так прикольно, конечно, болтать о чем-то разном, о сериалах там, и проходить параллельно, пока не застряну где-то уж однозначно. Но, тем не менее, можем переключиться дальше на Tekken. Пластилинан я салган Кен. Это ты про этого товарища, что ли? Уен. Уен. Пластилинан я салган. Это исправилось, наверное. Автозамена Кен, блин. Я уже начал думать, какой Кен вообще? Как это связано с Кеном, думаю. 1% здоровья. Это я еще даже игру там, 30 минут только прошел игры, блин. Мимо манда уже бабаштаман, нахуй. Не могу пройти. Ну-ка, газовый, бля, отвлечем. Ай-яй-яй. На! Уф. Ну что, Дуслар, Текенма? Или продолжаем великую историю с пылесосом, блядь? Что кинул я в него, что не кинул, ему вообще похуй, по-моему, блядь. Такая графика местами, конечно. Она выглядит как... Ты сам Индии сериалы смотрел. Я же говорю, я последний сериал, который смотрел вот до «Пацанов», до вот The Boys, вот этого, где там Homelander, это были, по-моему, завучи, которые выходили там миллион лет назад. Текен. Ну, все, я думаю, все солидарны. 1,5 часа посмотрели. Ну, в общем, шунды уенен, Дуслар. Вот «Завучи» смотрел, по-моему, последний сериал до этого. Больше особо ничего не смотрел. Текен, я надеюсь, ты полностью установился, Дар. Так. Наверное, установился, Дар. Ну, ладно.
Вот же у меня здесь трофей. 87%. Уля Парагазар. Я это к тому, что я вообще, не фанат особо проходить файтинги, а вот Tekken мне очень зашел. Я, конечно, манда все забыл, Даринда. Сейчас буду жестко ложать. Но 5 минут. Тогда я демо-версию как-то так посмотрел. У меня там Tekken как Tekken. Пипец, мне все забыл, Даринда, вообще. Tekken брейк. На движке горел. Кривой. В видеоролика, как я тащаю с самого начала, так и тащаю. Вот здесь, на самом деле, появлялся Казуя Мишима, а сейчас почему-то Эдди появляется. На самом деле, здесь был Казуя. Ты всегда дергался. А? Меня еще раз смотри. Ладно, какой-то из меня уже такая зрекный там. Коннектинг какой? А, нет, я забыл уже, да, у меня тут. Опять Инди, я вот... Tekken 8, кстати, с ним такая же история, как с играми, которые вот покупаю, прохожу, и все, я о них забываю. Вот Batman Arkham Knight тоже, когда он вышел, я его прошел, там все трофеи выбил, платину Ларнович выбил, и все, и забыл про эту игру тогда же. Так, Story Battle... В принципе, можно потом финальную битву посмотреть. А, нет, это не то. System Shock классный, System Shock, да. Да, прям, но специфический. Вот финальную главу можем потом пройти. На харде даже все проходил. Элерсер, я себе вообще поражался от себя. Вот эти какие-то вызовы все прошел, блин. Зашло меня, не знаю, Tekken Arcade Battle пусть будет. Сейчас я звук проверю пока. Так, вроде все нормально. Конечно же, хард. Не ношу, потому что я все там на харде уже проходил. Так, манда звук нормальный, мол. Так, Джин. Как костюмы как выбирать? Блять. Так, вот этот костюм. Сейчас все приемы минь забыл. Так, музыка. Зряк, по-моему, не Джин Казама. Даже не знаю, что здесь можно показать, конечно. Просто визуально вообще играй. Блядь, я вообще все забыл, нахуй. Инян куткая, блядь. А руки-то помнят? God damn boy. Нет, руки помнят, ни хрена себе. Как говорится, пышечная мамить работает. Под конец динамичный экшен башланда. Оузана. Блин, супер прием. Можно? Как его делать, Аля? Блядь. Малайм, Аля. А, он может сделать этот X-Ray. И я могу... Аль-Хат! Вот за счет вот этого X-Ray баланс игры сильно поменялся, кстати. И ощущается совсем несколько иначе. Вот за счет вот этого X-Ray... Так, звук нормальный вроде. Меня шулай. Блять. Как по ногам бить, я не помню, блин. Еще 2 режима боев, по-моему. То есть вот можно вот так какие-то приемы делать. Хоп-хоп. Хоп, как-то так, хер его знает. Я уже все позабыл. Забыл только, как по ногам атаковать. Потому что некоторые враги, на хитрожопый лар и бьют только по ногам. KO. И графика очень сильно отличается от 7-й части. А так тоже, мне кажется, вот на стриме Бригаляпа так посмотреть, и этого, наверное, достаточно. Невозмутимый Рашен. Арталама, Юрий. Блять, лама расва курмаинда, нахуй. Бахаргна лама. Блять, я даже не помню, как я этот прием сделал, блядь. Просто визуально красивый Tekken. Красивый и визуально, и баланс тоже у него лучше за счет X-Ray, потому что бывает, что вот эти X-Ray удары, они крайне тебя могут спасти в самый последний момент боя. И за счет этого... Я зря органно проверим-ка.
Самое забавное, что я вообще никогда, по-моему, за Джин Казаму не играл даже. А тут Джин Казама прям да, полюбил этого персонажа. Нашел служамен. Виктор. Что-то я думал, за Текеном, за полной версией как-то больше времени мы проведем, но что-то я так про себя думаю, по-моему, все, вот в принципе и весь Текен. Что-то когда я в него проходил, когда я его играл, я думал его на стриме проголяп полное прохождение сделать, абсурдный сюжет записывать, как раньше, когда еще был злобный татарин. Потому что, ну, мне, по сути, на сюжет Текена абсолютно плевать. Что там происходит? Я вообще узнал то, что, оказывается, вот эти вот два персонажа, то, что Казуя Мишима, Camel This is the кто-то, может, кто не разбирается. Это, оказывается, отец Джина, я вообще знать не знал об этом. Единственная арена, на которой крутая музыка, кстати. Дуслар, вы как, кстати, вы устали, мол, или не устали? Я так про себя думаю, может, посмотрим Shadow Warrior 3 под конец? Потому что, ну, не знаю, если у вас есть желание еще посидеть где-то, сколько там, ну, даже, может, ну, час, наверное, если устали. Двойной КО, нифига себе. Или все мы на этом, Текен и все мы на сегодня. Ну, типа, до 2 часов и все. Или можем до 3 часов еще посмотреть что-нибудь. Как у вас настрой? Брич раунд. Сука же. Блять, а что, где захват, нахуй? А, вот этот удар по ногам, блядь, на случай каких-то таких хитро совокупленных. Так, ну-ка. Блять, то, собственно. Not bad. Так, сейчас. Ну-ка, выдвигайся. А что за игра? Ну, в смысле, Shadow Warrior? Shadow Warrior 3? Продолжение первой и второй части? Короче, Нейда, где... Так, 5 секунд. Как сам хочешь. Ну, вы тоже, если Армасагас, если есть желание еще продолжить стрим там. Потому что там, если смотреть, вот Барбара займет какое-то время. Текен-то быстро. А Shadow Warrior, наверное, как минимум, ну, полчаса, час даже. Потому что там демо-версия только у меня доступна. Она идет 1 час, короче. И поэтому на Блядь. Доктор. Потому что Tekken что-то, блин, я так понимаю, System Shock было интереснее смотреть и Нейтерга.
Блядь, я какую-то кайбу что-то разошелся, нахуй. Ну, я знаю, может, интересно, наверное, наблюдать, хер его знает. Но Tekken 3 прикольно, конечно, мы тогда проходили, ты с Манхантом, там, тудым-сюдым. А Манда, у меня ощущение создалось такое, как вот бывает же, кто-то там решил показать, как он, типа, умеет играть, а не на какую-то, поэтому... Ну, Tekken, наверное, тоже, наверное, блин... Только у ZXG, наверное, надо взять, поиграть. Меня уж хер его знает. Я сам был поражен даже тому, что Tekken зашел. Брайан Гриффин, бізге оржина. Потому что здесь что показывать надо еще? Ну, бои, да, соғышабыз. Ну да, прикольно выглядит. Типа, и что здесь издерінде? God damn, boy! Типа, я вообще просто... Я сам себе удивлялся тому, что, ну, обычно в играх так я редко ставлю на хард. Здесь ведь, да, вот сейчас я даже на харде прохожу и как бы вообще похуй ведь, да, абсолютно. Аркаду вообще полностью как бы... Любой свободный вахта зачищал. То есть такое у меня, наверное, было когда-то на Сеге только. Ну, наверное, последний раз, когда я так играл в файтинге, это был Mortal Kombat Armageddon, наверное, на Xbox оригинально. Вот насколько Tekken 8 так и берет. Или же Mortal Kombat 3 Ultimate. Так вот, Салихов тоже тоже играл, да. А это когда было? Черт его знает. Это миллион лет назад, блин. И вот Tekken 8 подарил вот эти же ощущения. Потому что Tekken 7, да, я играл, по-моему, где-то 1 час, наверное, максимум, или 1,5. Записал обзор на канал. Розыгрыш даже делал Tekken. Ну, что-то да. И все на этом. С удовольствием эту игру потом продал. Орхана проверяет игра, блядь. Штиф только так летает, да, блядь. Кугей, наверное. И все, до свидули, инда. Так, сейчас я 5 секунд, тогда паузу надо будет настроить. Кое-что надо будет мне быстренько поставить. Сейчас. И после этого боя сейчас Shadow Warrior, тогда посмотрим, раз вы не против Девенды. Ночные стримы, тудым-сюдым, лето. Вот как раз-таки с момента тоже дождались эти игры Девенды. Сколько они тогда лежали в ожидании, там, тудым-сюдым. Блин, а как мне... А, меня ведь... А вот так вот. А все, босс, бэтэж. Здесь, кстати, всегда разный финальный босс бывает. То Азазель, то Казуя Мишима, то Девил. Блять, много хожим, пора, да нахуй. Вот эти вот абсурдные боссы в Текине, блять. Ладно, аркада на пройдем до конца. Если удастся, блять. Все, да нахуй. Блять! Уф! Прием не сработал у меня. Егор! Да не этот прием, ну Егор Барыб же, ну елки-палки, блядь. Блок, что я ставил, что не ставил ему, блядь. Вот эти вот абсурдные, какие-то убер размерные боссы шел Tekken, да, блядь. Как с ними сражаться, блядь? Кем улап тапкайн, да, она, блядь, да. Хуя сугурга же даже не блядь. И что, кстати, еще в этом Текине хорошо? Как только ты проигрываешь, перезапуск боя ставится сразу, так, издевательский, нет, ты соперник, это же, ну, раздражает, ведь, и вот эти вот все нюансы они убрали, за это им огромный респект, конечно. А то ведь всегда бесит, противник тебя побеждает, еще потом что-то красуется, и так раздражен, ведь, Джингельмэнга, еще он издевается, блядь, и все это бесит, ведь, Второй раунд.
Уф, какое-то просто месиво, блядь. Ничего не понятно, блядь. Я просто надеюсь, что я смогу его задеть, блин. Как он от моих ударов еще такие кульбиты выдает, неизвестно, блядь. Оф, уля курма, давай, мы сможем. Джиныч, блядь. Угу. Very nice. Ведем, блядь. Давай, момент. God damn, boy. Excellent. Ну и все, в принципе, аркаду прошли, Maturity Trap на харде. К сожалению, я поражаюсь тому, что вот это первая игра, в которой я бы хотел повысить сложность, а мы да very hard тайок, вот так тайок, короче. Обычно ты говоришь very hard, ultra hard. Ладно, все, Shadow Warrior, Дуслар, если вы здесь, поехали, Shadow Warrior. Хотя можно, конечно, story вот это вот посмотреть, финальную битву великого, эпичное сражение, да тудым-сюдым, ну ладно. Там тоже индекаценелар, красивые бои, там тудым-сюдым. Сражения каких-то, но тем не менее. Ладно, Дуслар, поехали, Shadow Warrior. Сейчас я переключусь, аккаунт, ладно, сейчас опять. Здесь, кстати, есть такой момент, что игра, короче, не запускается вот с моего аккаунта, поэтому я не запускаю с другого аккаунта. Каримов. Flying Wild Hawk. Ой, блядь, понажимал этими 500 раз. Блин, музло мне уже заходит. New update. Награды. Какие награды? Меня уйынға кіре алмадым да ведь, нахуй. Ладно, алык. Кстати, если кто не в курсе, эта игра, в принципе, помесь Дума инда. Hero мод, Regular мод. Medium пусть будет. Она чем-то отдает Думам последним, кстати. Ну, вообще, вот Doom 2016, Doom Нейнда. Поэтому крайне интересная инда. Но для меня пока самый лучший Shadow Warrior это Shadow Warrior 2 инда. По-моему, третьей части они слишком все перемудрили. Блять, даже язык не поменяешь, ну ладно. Это я, Лоуэнг. Да, не совсем похож на себя. Так вот, я, мындай хәлләрдә калганмын инде. Хәтерлисездер, менә теге баш, беренче частьтан инде. Минем белән сөйләшеп йөрде. Менә шулай була, блядь. Көндә эшеп йөрсәң дигәндәй. Ладно, пусть будет абсурдный сюжет, какая разница. Мен инде көнгә калып бетте менең баттага, блядь. Хәзер сезнең алда мен. Анда мен ремонт эшлим, обой ябыштырам. Әзрәк рәткә кереп китсәм дигәндәй, менә хап. Менә шушылай, блядь. Ёлки-палки. Ходжи, его звали Ходжи вообще, что ли? Его вообще как-то звали, да? Замолчи, заткнись, блядь. Моего любимого магазина равно тебя было недостаточно, теперь хочешь забрать его у меня? Чего тебе надо?
Ты, возможно, мертв, но ты не забыт. Это еще он умер, что ли? Знаете, дракон еще верил, он, да, блядь. Слава мне, последнему ниндзя на свете. Ладно, біздің біргіне сағат, fucking apocalypse, 5 сағат бойы. Вот, что называется, пропустил видеоролик. Баташ тормозит, бо нахуй. Может, здесь можно перформанс мод поставить какой-нибудь? Вот перформанс мод Баркен, слава богу. Field of View максимальный был, блядь. Я вообще обожаю, когда в играх типа широкий вид инды. И помню, бесило то, что на консольных играх этого не было. Но вот may perform issues... Нет, ну тогда поменьше. Пусть будет 120 хотя бы. Apply. Ну-ка. Блин, все равно подтормаживает, блядь. Это из-за того, что я поставил такой ныч, что ли? Еще одна игра про мечи инды. Блядь. А чё она тормозит, шухатлим, блядь? Это из-за Field of View, что ли, такое дерьмо? Поменьше. Ну, мой, наверное, уже должно же работать, блин, без тормозов-то, шухатлим, блин. Нет, все равно тормозит. Тогда похер инды. Двойные прыжки же здесь есть еще. Блин, я уже сейчас... Вещь ботала бы ты мен да. Ghost Runner, блин. Ghost Runner 2. Манда вообще третье управление. R2 шут револьвер. God damn! Нет, пропустим, ладно. Шагай какой-то. Блин, на прицеливание драйвера вообще ёб, блин. Да, походу я эту игру буду покупать тренды все-таки. Единственное, только тормозит. Блядь, у меня патроны заканчиваются, и кем, блядь. Я думал, они бесконечные, да. Сегодня экшен, ну... После Last of Us 1 патрон у меня остался. Ну, игра вообще жестко тормозит. Ну, не жестко инда, но тормозит инда. А, вот же как дэш, блин. Я думаю, что он не дэшится, а здесь же дэш вообще другая кнопка, блин. Ну, эту часть они бигерак сказочный сделали. RT to Blast Alerts. Пипец, инда. Все круто, конечно, но я еще раз повторюсь. Блять, джойстик там того что-то. Вот эти все 3 игры смешивать ни в коем случае дуслар не стоит. Если вдруг кому-то это понадобится, играйте их все... Ну, не того шлара. Играйте их все по очереди. Ghost Runner, Shadow Warrior и Shadow Warrior 2. Ghost Runner 2 и Ghost Runner и Shadow Warrior 3 по отдельности. Баш Баталаманда с управлением. Просто капитально, блин. Причем они же все похожи. Типа вот этот дэш, удар мечом, прыжок. И везде разные, блин. Киицу. Сэпицин. God damn, boy! Мне кажется, если бы у нас таких игр не было бы, то можно было бы ее на прохождение взять, я думаю, даже.
Блин, трилогию по скидке, если бы продавали, можно было бы... God damn, ну все-таки она неплохая. Играется, главное, комфортно. Вот что самое главное. Ну, нах мультяшная, да, конечно. Кем нерл бы вообще, блядь. Кемсиз, нахуй. Джойстик, там какие-то звуки выходят там, блядь. Я такие, кстати, на канале же... я же первую часть сделал, я не знаю, помните вы или нет. Такой великий обзор первой части. Вторую так и не сделал. Ну, записал, но так и не выставил иногда. И... А вот тут на дробовике тяжелое нажатие, кстати. Вот это прикольно. Ты, чтобы нажать прям... Босс-ракера. Вот это интересно. И теперь Shadow Warrior 3 нашел. Блять, мансенер всякие вообще. А это оружие. Колесо. Это просто кисяем вообще. Нужно это вообще с ним разбираться? Нет. Вот Stellar Blade же мы играли, да? В эту игру, в принципе, хочется купить. Бәтәш, ты шкура. Хочешь жақсылап мен жылайтынна уянып кетемін, ең бәтәк суғышам, зур, не, бля, дракон, бля, нахмәдам, бля. Уянып қана, көзіне секірем, қылыш, бля. Шан уянып кетемін, бля, түшлер, бля. Шан хоп драконның көзіне секірем, ошам, бля, атам, мылтықтан, шан дробовик, пистолет, бля, ойлап қаралын, нахуй, айтам. Шан еп-тіріндірем, блядь. Шан барсында жеңем, короче, направо, налево. Анда кішілер келіп шыға, мен там, блядь, трусик юылмаған давным-давно. Я сейчас забыл даже этого персонажа. Настолько давно играл в Shadow Warrior. Блять, бабайны кися көрмейнесің, нахуй. Биг опасно работаешь. Наташ. Что за булщит? Что здесь происходит вообще? Меня удивляет еще то, что сегодня вообще такие игры вообще есть, да, потому что, ну, такая мультяшная анимация, такая СМС, и она еще тормозит при этом, блин. Что самое забавное. Ghost Runner выглядит намного более на играх качественнее и не тормозит, а вот тормозит. Прикольно выглядит. Ну, в плане как это, что ли, как игруля. Doom выглядит качественнее и меньше тормозит. А вот тормозит, типа, оптимизация, видимо, не очень у игры. Headshot. Enemy killed with katana drop ammunition. Хорошо. Просто ёрамень, да нахер. Я помню, Shadow Warrior 2, там такой арсенал оружия. Там столько оружия, так много, что даже если ввести в интернете типа Shadow Warrior 2 All Weapons, там просто даже, ну, не могут записать все пушки, потому что их так много там. God damn boy. Типа покайфовать, Артур, мне кажется, самое то вот игра. Просто ты свободное время, врубить, поугарать, ты СМНС, мне кажется, самое то. Потому что вторая часть, там был небольшой минус в том, что она немного open-worldовая стала, и это немного не та дрянь, да. Ну, мне кажется, стало этот баланс немного нарушила. То ли open-world, то ли она какая-то была там... Что там искать надо было, блядь, мацарса говорю. Фаталити какие-то появились. Cold Day in Hell, блядь.
Музыку я срочно сегодня же добавлю в плейлист. Блять, нам бросить, наверное, надо. God damn! Как фаталити сделать повторные каналы? А, финишер, наверное, набрать надо какой-нибудь. Ага, видимо, финишер накопился. Ну-ка, и... Угу. И у всех он, походу, разный, блядь. Нет, прикольно. Игра, вот, ее бы я купил. Так, ну-ка, фаталити попробуем на другого персонажа какого-нибудь сделать. Ой, Волдырс, блядь. Ты один, что ли, остался? Почти, блядь. Угу. Тащай их видеоролика. Вот же, с одной стороны, все хорошо, ролики пропускаются, все зашибись, блядь. Ну-ка, много инди фаталити. Просто. Caution, watch your head. Ну, в принципе, то, что игра там немного подтормаживает, она как бы этот, ну, не как нитмейн. Это не ухудшает игровой процесс ДНД. Ну, это может поначалу, наверное, потом может, там, когда врагов до хрена стать, может тяжелее. Вот, бат-то, все не самое, наверное. Ну, Мендек. Сёма. Find your way to climb back to the mountain. Ага. Игра прогружаться не успевает, по-моему. Да, так, блядь. Вот что бывает, когда пропускаешь катсцены в этой игре. Мне кажется, у этой студии, которая делала Shadow Warrior, наверное, дела не очень хорошо идут, потому что графика такая простенькая, там тудым-сюдым. Финишер, блядь, какой-то. Да. Я вообще не знал, что такие игры сегодня делаются. Она чем-то даже какую-то мобильную игру напоминает по качеству графики. Какой-то Sirius Sam 2 вообще, блин, который так игра был же крайне мультяшный, так, абсолютно нереалистичный, там тудым-сюдым. Понятно, видимо, почему эта игра такая особо не пользуется популярностью. Шумаргадарен, да то, что... Ну, так серьезно на эту игру смотреть как-то, ну, не знаю. В мире, где есть Doom, где вот это все есть, такая, ну, как какой-то, да, мобильная игра выглядит просто. Крайне мобильная какая-то вообще. У меня ведь анимация, по-моему, вот такие нейлер, анимация там от попаданий, тудым-сюдым, такой, по-моему, в 2007 еще были в играх. Я ничего против не имею, может, ты каким-то фанатейтер, Shadow Warrior 3 дан, но хорошее развлечение, веселое, быстро проходится, ты врубить, поиграть, мне кажется, самое то. Так, как Элегергейки, аллах. Мандада граппл хук есть, шел. Бетину индада бар, по-моему. Блять.
Кстати, если кто-то не играл в эту игру, он же ведь тоже такой, типа, местный, ну, Дэдпул формасан, да, они такие всякие приколы, подколы там, в стиле. Что, можно его этим, да, грэппл-хуком? Кистик. Финишер. New upgrades. Да чё эти апгрейды? Да, и так, мне кажется, всемогущий он. Всех направо и налево валит, блин. Может, посмотрим что-то еще, Дуслаш? Если вы здесь, инде. Артур Салихов с Измандама. Что-то, по-моему, этой игры, я не знаю, достаточно, да. Что еще смотреть? Оно либо проходить просто дальше и все. Что-то я думал, она будет более нереальной. Там погружение, тудым-сюдым. Сифу можем посмотреть, Артур. Попроходить или что-нибудь такое. Такое боргайки. У меня ведь. Какой-то мультяшный дум, вот, скорее, ощущение от этой игры. Тут еще. Ну вот, что думаешь, можем что-нибудь еще посмотреть? Можем OTXO продолжить, или все, что есть, или там OTXO. Ну вот, шел, что-то... Ну, по сути, прикольно это, но... Я не знаю, вот она мне очень сильно напоминает этот Sirius Sam 2, который был же, я не знаю, играли вы или нет, который был очень мультяшный, очень прям нынде. Блядь. Ну вот так время поубивать за этой игрой, мне кажется, прикольнее. В это хотя бы так приятно, что ли, играть как-то. Ну вон же, вроде какая-то вообще клоунада здесь происходит. Ну так серьезно к этой игре относиться так, ну, никак не получается. Брейвер, Шотландия, главный герой, по-моему, ульмировал вообще никак. Игра там аж стрим тормозит, блин. Какая-то супер скоростная вообще, убер тестостероновая игра, конечно, прям тухтамый просто вообще. Вот для таких людей, которым нужна вот такая вот игра, где прям, блядь, толкнуть можно его? Толкнуть, блядь. Убер на тестостероновая игра, мне кажется, вот самое то. Иногда вот бывает, когда такое настроение, когда ты не хочешь думать, не хочешь как-то, блядь, аж меня... Ну, тут своя атмосфера, музыка еще. Музыку я сегодня же добавлю, наверное, после стрима. Но зато как обзор на канал останется, что мы посмотрели этот Shadow Warrior. Блядь, здесь DualSense скоро как будто сломаю, потому что настолько на дробовик прям сильно надо нажимать, чтобы он нажался. Блядь, мяля нахуй. Какой, манда, абсурд. Ульмяда, между прочим, блин. Даже не умирает здесь. Игра просто развлекуха, по-моему. Чистый какой-то парад какой-то. Причем он с каждой части становится все более и более парадным. Первая часть, она очень такая размеренная, спокойная. Вторая немного сумасшедшая уже. Третья Биграгин, да вообще просто нон-стоп. Бітесіз ме жоқ па сіз мұнда?
Я еще удивлен, что в этой игре вообще перезарядка есть какая-то. А что, сегодня плохих игр-то и не было? Tekken только немножко поиграли. Ну, да, просто я думал, Tekken, да что там смотреть, да еще. Не, ну так-то этот, хорошо посмотрели мы все там. Ghost Runner, Random Name. So more magic? Oh, that's just great. Ни хрена себе, ну-ка, сина. Батач. Уже босса убил, что ли? Блять, трофей Берелер, трофей Берелер, да, нахуй. Я ничего не успеваю сделать даже. Бля, вот Артур здесь... Знал бы ты, как ощущается Нейляр? Стики эти, бигера надо прям продавливать. Ладно, все, давай посмотрим, Артур, что-нибудь еще. Я не знаю, Салихов здесь мы, или если кто-то есть. Так, сейчас я в свой аккаунт вернусь и посмотрим что-нибудь еще под конец. Да, что-то... Я не знаю, на что смотреть. Что у тебя, Артур, какие есть? Или кто на стриме? Что можно посмотреть из того, что есть? У нас есть там Сифу. Так. Симулятор полей. Ну, не, новую игру не хочется Endeavor смотреть. System Shock хорошо, конечно. System Shock хорошо посмотрели, блин. Секиру, может быть, Азрак, походить под конец. Побродить, так сказать. Или Контру. От XO. Вот что-то из этого инда. Так, а что сам хочешь? Салихов ушел, наверное. Не знаю, у меня вот... Ну, я не могу сказать, потому что вот по данным тоже, блин, Салихов тоже может быть. Но если может, уснул. Если уснул под мой стрим, это отлично, отлично. Так, что сам хочу? Сам... Либо контур, либо OTXO, наверное. Что-нибудь из этого. Так. Shadow Warrior 3 все можно удалять с чистой душой. Хотя, может, его я куплю, конечно. Ну, блин, ладно, если куплю, заново установлю. Киряк Tekken посмотрели, в принципе. Уже 80 гигабайт весит. А Last of Us надо заново на установку поставить. Так. Не знаю. Либо контуру, наверное, либо OTXO я бы сам запустил бы. Секера на... Ну, можно Секера тоже. Либо вот Секера, либо Контра. Или Секирома. 2.20. Либо 10 минут, либо еще 40 минут. От XO это про что? Это который Hotline Miami. Который Hotline Miami. В стиле Hotline Miami. Изометрический шутер, который... Салихов, по-моему, после Текена все уже такое, типа, Текен, по-моему, System Shock больше заходил, чем Текен. Контру тоже, я думаю, конечно, Контру тоже проходить прикольно. Все-таки легенда. Ну, его, наверное, отдельным стримом я хочу начать и от начала до конца попробовать. Блин, так-то у меня показывают, что народ есть на стриме, но я не знаю. Если кто-то есть, есть желание посмотреть что-нибудь еще. Минут 10 или 40 минут. 2.20. Какое-то время, конечно, такое неровное, но ладно. Я думал, на Shadow Warrior мы немного подольше посидим. Lies of P играл. В смысле играл? Я же его прошел. Мы же прошли его на стриме, Баргаляп. Там финального босса даже, которого Каримов не мог пройти, который там адски сложный, Баргаляп прошли. Lies of P прошел. System Shock будто даже отдельный стрим. Да, есть такое. Но прям хорошая игра. Прям хорошая. Похоже, уснули вчера.
Может быть. Ну, если уснули, ребят, под стрим. Я обычно так засыпаю под стрим X-Фантома, Бен, X-Фантом. Или киноман с секирами, кинезряк немножечко. А я секира был нахуй-сан. Потому что все равно его полностью на стриме не будем проходить. Но если вдруг кто-то на стриме есть, и есть желание что-то посмотреть, то я за вас. Сейчас посмотрим, может, минут 8. Я не видел про Lies of P. Нет, там было несколько стримов. Прям мы дошли до финального босса этого. Ну, получается, не полностью я его проходил. И, получается, там был начальный стрим. Ней. Первый взгляд был на стриме. Потом где-то уже ближе к концу. И, получается, я дошел до финального босса. Его не мог пройти вообще. И потом прям отдельный стрим мы таки добили финального босса. Елки-палки. Виш антолган алямында нахрен. Уф. А, вот как присесть. Конечно, миллион игр за один стрим. Виш антолган. Как вообще что делать, блядь? Пипец. Виш антолган, нахуй. А, вот. Долбануться можно. За чаем хорошо. Эх, я тоже сейчас от чайку не отказался. Блин, я вон того не добил. Хоть там первый раз, когда я играл, я его добил. В этот раз что-то я не смог его добить. Ну-ка попробуем-ка. God damn, boy. Ну, типа, первый удар, ладно, я ему сделаю, блядь. Блядь, а как... А, вот ведь, Угу. Первую шкалу, ладно, а вот вторую хакерагом набираем, давай нахуй. Я хер там, блин, я даже не помню, как с ним сражаться, алё, блядь. Угу. Это было быстро. Это было быстро. Death, блин. Повыпендриваться не смогу здесь. Баташ, манан, ёпрсы ты, нахуй. Ну, блин, конечно, не знаю. Просто для меня прям самая, по-моему, игра вот эта вот From Software'овская. Самая топ-инди для меня. Блин. Хастримда я буду ложать инда, как всегда. Я гад. Угу. Excellent. Угу. Пипец, конечно, такое ощущение. Сталь, обсталь, там, тудым-сюдым, бигра. Так, как собирать, мимо, да, вообще... Как собирать, и верлерни, блядь. Ой, хватит ты, блядь. Пикэмап, угу. И? А как собирать? И? Давай. Блядь, здоровье использовал. Подбери, да, пожалуйста, и верни. Нет. Ну, кул. Блин, а как подбирать-то? Ладно, блин. Я так и в этот секер же не погружался. Я его все откладываю. Шо, Он такой... Тащ, блядь. Я точно суидах, блядь. Так, Touch Remnant. Не знаю вообще, что это значит. Не будем трогать. Ладно, тащаем. Блять, много почти...
Ладно, первая атака, хорошо. А второй ничек жеңерге ол, блядь. Оттан башқа атты қалош анда, блядь. Өзіннен де зорырақ, на. Тоқтап тұр, блядь. Ой! Так, вот сейчас все его атаки надо спарировать, да? Хать! Соққан была, мәсірек, соққан! Тихо, тихо, ярасың, блядь. Эй! Тоқта, тоқта! Блядь, пиздец, нахуй. Я снова-то буду смотреть с макбука и лежать на диване, смотреть бой по телеку. Ох, пиздец, суедлар, лай. Резурект, ну попробуем, ладно, что-то... Ну-ка вот, и... Угу. Он и меня ни херово арта, блин, своими ударами. Один удар у меня остался, блин. Нет, это всяко не прокатит, блядь. Угу. И чё, ну соқтым? Пиздец, блядь. Я не помню вообще, как я его побеждал. Ну, Souls серия, да, ты, как говорится, ничего просто так не дается, надо понять. Баташ. А что это я здесь? Я же уже погибал. Инспект. Я желаю булган, желаю булган. А чё, баштан, что ли, Баташ? Папа? Да, зряк суытты. Мен халат киіп шыққан ем. Зряк подышать вышла енді. Теге тын аларға шында. Не, кірмейсіз. Ну, әзірек подышу воздухом, шынан кірем енді. Йоқыға менен ете, йоқы келі. Ну, кіріп ятығыз оты. Сізге рахмет енді, сізге рахмет. Сіз бізні құтқарасыз, сақлайсыз, шуңа сізге зор рахмет. Қазір мен әзірек подышу, да и домой. Ладно, не знаю, о чем. Презент. А ты в этой игре много поиграл? Нет, мало. Я начал ее, что тогда, что сейчас. Начал, посмотрел, понял, что она охрененная, и все. Хотя, по-моему, тогда я немного больше играл. Тогда, когда вот у меня был PS3 с заторможенным этим контроллером, я немного больше в нее играл. Вот. Но ты просто тот случай, когда понимаю, что все круто, и откладываю инди. А, блин, вот же как дэш есть, блин. Просто я не хочу в нее начать и бросить инди. Просто хочется за нее взяться полноценно и до конца пройти инди. Ну, если играть, полноценно погружаться, вот как какой-нибудь Elden Ring, там туда все, но все-таки Souls играем, чтобы не по чуть-чуть, тем более, очень заходит. Вот поэтому я и Киберпанк не начинаю, потому что, ну, вот там на стриме мы посмотрели, и все на этом. Потому что, чтобы ее уже полноценно проходить. Вот же, с обычными врагами вроде все нормально. Я не совсем понимаю, как вот эта вот шкала стамины работает. Может, поэтому, не получается механика. Враг должен устать как-то, да? Почти покосись мимо в этот момент. А что не удалось? Ладно, просто дорежем именно, блядь. Сегодня играем на Random Games у нас... Как будто регулярный у нас регулярный стрим по Random Games. Опять, блядь. Поняли? Тоже лавы, Нет, ну вот этого почти его надо добить, инда нахуй. Альхат.
Я уже его добивал, или убегал Микен, или я просто от него убежал Микен в тот раз. Потому что я помню, что я его как будто добил, блин. Так, вот дэш. Стамины как таковой здесь не... Азрак... ему режется екен? God damn, boy. Все, Азрак ниттек. Come on, man. Здоровенный аппараты, блин, орудуют, бля. Тихо, тихо, бля, башня тишень такая. Угу. Ага, excellent. И в этот момент ничего не удалось. О, god damn, boy. Серьезная атака. Кисель меня ведь, угу. Маленькими шажочками происходят какие-то у нас наши шаги, блядь, к победе над этим каким-то суперсамураем, блядь. Вот! Ни хера себе, блядь. Сколько труда было вложено в схватку с ним, блядь. Тихо, тихо. Халем, бля. Ищ. Чайный, зеленый чай, Липтон. Блядь, ни хрена себе, даже дэш не срабатывает, не помогает. И в этот момент маленький был удар произведен маленького ниндзя. Угу. И в этот момент... Это единственная тактика, которую я понимаю. Когда он красным атакует, уходим и атакуем. Да. Красный, блядь, сугали, блядь. Угу. Ну, хоть что-то, да, блядь. God damn. Вот, серьезная атака была. Блядь, утрявить хана. О, бетте ваш, нахуй. Как курки, кстати, сейчас, это же, она же PS4, то есть здесь нету никакой отдачи, нет. Угу. Блин, ну мы не сравняли счет, конечно, далеко вообще. Камон, красный атака, блин, сувань, да, блядь. Напряжение растет. Блядь, зажал, блядь. Аберни Йорада, и все на этом. Угу. Даже нос чесать опасно, да. Бәтті, только здоровьеңді көбейтмейін десең, да. И так күшке, да. Эй! Уф, сейчас застряну об что-нибудь, блядь. Come on, man. Опасный момент. Вот! Пиздец, блядь. Можно воскреснуть? Есть. God damn, boy. Добить надо, Индамана. Хоть чтобы что-то на стриме было. Великий момент. Кто кого? Самурай или ниндзя? Ниндзя или самурай? Что же будет? Кто же одержит победу в этой... Бля, пиздец, напряжение, нахуй. Здоровье у обоих бойцов одинаковое. Кто же кого? Кто сможет... И! Удалось ему. Последний удар ему. Сыкан! Оф! Это какой-то вообще первый сасаган враг, блядь. Мы его добили, ма? Пиздец, блядь. Суидах, блядь. Здоровье у нас вообще на минималюш. Как вот это подбирать, и God damn, boy, ведь был. Уф. Шейм, биткен. Зеленый шейм, блин. Победа, ну, кшке, блин. Как подбирать, я вот не понял. Что-то R3 же вроде. Что он не подбирает ничего? Так. Инвентарь.
Сейчас, если помру, наверное, с этим пюштивым заново сражаться. О, еще и спалили меня, блин. Момент. Кто там, кто-то есть, блядь? Блядь, а он снайпер атайын да нахуй. Қымақ шекелді, блин. Айда в рукопашную, ты что, блядь? А то, он да, Юрахтан, конечно, инде, блядь. Алай, я могу инде, винтовка там, блядь. Крюкош, конечно, тема, да? Да вообще, игра, ты про нее не инде уже. Никаких у меня нет ни претензий, что ты бикнит мим, да. Ничего не говорю, потому что игра просто perfection. Блин, как подбирать только вот эти вещи, я не помню, блин. Просто perfection. Потащи. Сегодня было столько игр. По-моему, 4 игры про ниндзя и... Про ниндзя с крюком-кошкой, блядь. 4 игры. Ghost Runner, Ghost Runner 2, Shadow Warrior 3 и Seeker еще и под конец. На квадрат подбирать. Да? Ну-ка, сейчас, блядь. А бля, ведь подобралось, нихера. Бата, еще манан подбирается. Держать надо, кэс. Альхат. Мим бір здоровье дает, блядь. У меня ведь мои кровно заработанные. Эй, Пештеев! Ты если глухой, да. Здоровье у меня, конечно, блядь. Вот здесь даже умирать ты как-то... Баташ, у меня опять резюрект есть. Ну, резюрект, ладно. Вот обзы охереет, конечно, блядь. Шоп трендерин, синкем, блядь. Ну, вообще слепой, мол, блядь. Торопиться нельзя, да, торопиться нельзя. Блядь, нәрсе... Тихо, пожарға тығасың бит мені. Точно, обрыв. Кем опять кто-то спалил мне, да? Здесь же никого нету уже даже. Так шида холмаган бит, да. А чё, нет каких-нибудь самоцветиков для лечения? А я не знаю, есть, мол. По-моему, я... Чай только у меня был, и все. А, вот это что ли? Ёх, похаял. Я не знаю, ведь пусто. Ну, может, пулит вот это что такое? Рестор Ваталити. Нет, по-моему. Какой-то Эш. Я вот настолько не играл, ну, как бы не погружался еще в игру, что даже не знаю, что здесь, что значит. Ты в Dark Souls ведь да, там знаешь, это вот за это отвечает, это за это. А да, вообще хер его знает, что здесь. А, почти, блин. Альхат? Это враг, man, да? Что там происходит вообще, блин? А почему не на русском интерфейсе? Не знаю, у меня все на английском же. Баташ. Это кто это у нас здесь? Какой-то гость, блядь. Excellent. С этим товарищем поговорить, наверное, можно. Уф. Баташ был... Кто это? Баташ. Улам. Салам. Я не ваш сын. Нет, я не ваш сын. Нечего сказать, да? Махун. Слушай, Синксинова. Ну, я не ваш сын, да не будем, что, и врать не будем. Не знаю, кто это, блядь.
Угу. А, спринт же здесь еще есть, как всегда. Ёптрандре, это не в меня же, я надеюсь. Это не Ghost Runner, где там респаун каждые 5 секунд. Бесконечно можно респауниться. Так, Текена можно удалить инде. Не знаю, что еще на 10 минут, что можно погонять? Контра, OTXO. OTXO, конечно, хороший вообще. Его тоже можно на какой-нибудь целый стрим взять и проходить. Ну ладно, все, наверное, на сегодня улучшены. Уже Вардхан, все, кто легли спать, уже легли спать, мне кажется, уснули под стрим. System Shock на парадах. Посмотрели. Что мы там еще сегодня посмотрели? Ghost Runner немного посмотрели. Ну, по плану System Shock инде посмотрели. Его проходить на инде уже. До 3 часов немного не дотянули. Но и ладно инде в любом случае. Потому что Ордхан уже. И меня тоже. Поэтому... Может, Last of Us да пройдем на инде? Все, Дуслар, спасибо всем, кто был. Dead Space, да, я же вообще хотел один стрим сделать. System Shock, Shadow Warrior и Dead Space, типа, по часу. В итоге планы немного поменялись, но ладно. Dead Space потом отдельно посмотрим с чем-нибудь. Может быть, с Аланом Уэйком. Потому что Алан Уэйк, я не знаю его полностью. Хотя мы там до Алана Уэйка и не дойдем. Что-то брать на полное прохождение Алан Уэйк такое себе, конечно. Спасибо за стримчанский. Вам спасибо за компанию. ССГ за внимание. Бергаляп Курадов. Потому что даже, наверное, я опросник сделаю того, что потом проходить полностью. Потому что Alan Wake, ну, не знаю. Может, один стрим сделаем. Если будет интересно, то можно дальше. А так, ну, Dead Space вряд ли. Его посмотреть достаточно, мне кажется. Alan Wake Ninja. Может, вот как за место Last of Us Alan Wake будем полностью проходить. Может, Atomic. Может, хер его знает, что. И вот это вот тоже он там а-ля 1,5 часа проходит, а-ля 2 часа. Alan Wake 2 вообще же. А-ля, не знаю. А, вот Outlast Trials еще есть. А, Beast Inside есть же еще. Вот, наверное, под вопросом будет. Beast Inside, Outlast Trials, Outlast 3 и Alan Wake инде. Вот за что там проголосуете, то и будем проходить инде. Ну, вот. А вот эти вот Contra, потом OTXO, их хочется каким-нибудь цельным стримом. Мне кажется, Контру за один стрим можно будет пройти полностью. Какая-то такая вроде бы инде. За 3 часа ее, в принципе, даже можно полностью пройти инде. Полицейский симулятор. Это я так просто для себя скачал. Да, ну, можем Бергаля посмотреть. Сифу можно, конечно, тоже. Шел. Вот, Дуслар. Поэтому, в общем, всем спасибо, кто смотрел видео в записи. Спасибо всем за стрим, за компанию. Всем, кто был на этом дополнительном стриме. Всем, кто уснул, тоже спасибо. Агарный. Йохлапки тяга за стримом. Это, мне кажется, одно из самых тоже приятных похвал для любого стримера, я думаю. Шел. Но System Shock зачетный. Не знаю, как вам. Меня что-то System Shock на пошады. Все, Дуслар. Не знаю, когда следующий стрим будет. Возможно, послезавтра. Чтобы перерыв там, тудым-сюдым. Может, бельмеминде. Посмотрим. В любом случае, спасибо еще раз за компанию, Дуслар. За то, что составили компанию. Надеюсь, хорошо вы отдохнули. В любом случае, если что, пишите в комментариях по поводу игр, пожелания, что хотели бы видеть, что там полное прохождение, неполное, или же, может, из того, что мы смотрели, есть желание полностью пройти. Вот. В общем, доброй ночи всем, кто, если вдруг завтра идет на работу, или же потом пойдет на работу. Хорошей недели в любом случае. Всем всех благ, Дуслар, хороших выходных и воскресного дня хорошего. Тонущий Хулар. Все, всем пока, Дуслар.